Уважаемые друзья, мы рады приветствовать вас на древней земле Алании. Сегодня нас ожидают яркие противостояния настоящих бойцов, настоящих воинов, мастеров кожаной перчатки, представляющих 7 стран мира. Я приветствую всех телезрителей канала Осетия Рестон, приветствую всех любителей бокса. Мы смотрим международный турнир по профессиональному боксу, который называется Ариана Бокс. И называется он так не случайно. Дело в том, что организатором этого мероприятия выступил боксерский клуб Ариана совместно с промоутерской компанией Урал Бокс Промоушен. Турнир собрал сильнейших проспектов, 9 пар боев мы увидим сегодня, 7 стран представлено в этом мероприятии. Мама Мурата Гасиева и сам чемпион сейчас на ваших экранах. Мурат общается с детьми. Сегодня он здесь в качестве приглашенного гостя, почетного гостя, и он еще выйдет в ринг и будет награждать победителей. Сегодня Мурат также приветствует в этом зале, но уже в качестве зрителя и эксперта. Кстати, опережая события, скажу, что Мурат Гасиев будет также комментировать главный бой этого вечера, Main Event. Мы не сомневаемся в том, что бой Таира Келихсаева, нашего земляка, против украинца, самого опытного, наверное, спортсмена этого турнира, Игоря Пилипенко. При поддержке промоутерской компании Урал. Прозвище Игоря «Зверь», и это неспроста, потому что боец действительно сложный. Оба спортсмена в тяжах, и, соответственно, каждый удар может стать решающим. За помощь и поддержку в организации турнира Маргиева Анатолия Дианозовича. Прошу аплодисменты. Битарова Сосланбека Аксарбековича. Маурауа Олега Сазириковича. Отдельная благодарность за помощь и предоставление великолепной площадки для боксерского вечера холдингу Миркада Групп и лично Тамерлану Засееву. Уважаемые друзья, я с удовольствием приглашаю в ринг президента государства Алания Бибилова Анатолия Ильича, президента промоутерской компании Урал Бокс Промоушен Вайнштейна Евгения Ефремовича и директора промоутерской компании Урал Бокс Промоушен Васильева Алексея Николаевича. Слово для приветствия предоставляется президенту государства Алания Бибилову Анатолию Ильичу. Добрый вечер, уважаемые друзья. Опять в Алании праздник спорта, праздник бокса, вечер, который нам организовали наши действительно любители бокса, действительно ценители бокса, действительно люди, которые все делают для того, чтобы бокс Осетии, бокс России, мировой бокс видел таких талантливых наших боксеров, как Мурат Гасиев, таких талантливых боксеров, которые сейчас будут выходить на ринг. И, конечно, это не может не радовать. Хочу поблагодарить всех организаторов, людей, которые так или иначе причастны к этому нашему прекрасному вечеру. Конечно же, славного Виталия Константиновича, который все делает для бокса нашего. Конечно же, господина Вайнштейна, который видит очень большую перспективу в наших боксерах. И, конечно, тех людей, без которых сегодняшний праздник, вечер бокса, не состоялся бы. Спасибо всем. Я уверен, что вечер будет великолепный. Спасибо. Слово предоставляется президенту промоутерской компании Урал Бокс Промоушен Вайнштейну Евгению Ефремовичу. Добрый вечер, друзья. Рад видеть столько народу на этой площадке. Виталий Константинович мне уже 3 года показывает ее и рассказывает, как здесь будет здорово. Я ему не верил. Но сегодня увидел, что действительно здорово. Здесь можно проводить прекрасные турниры, прекрасные бои. И я думаю, мы это будем делать. И я думаю, у нас здесь будут появляться все больше и больше боксеров, тем более есть как брать пример. Мурат является лидером, и за ним
пойдет много народу. Вот сегодня мы к вам привезли даже тренироваться в школе у Виталия Константиновича, боксера с Кубы. Кубинец захотел тренироваться в Осетии. Я предлагаю сразу ему дать осетинское гражданство. Я желаю вам сегодня увидеть красивые бои, отдохнуть и получить удовольствие от бокса. Всем здесь присутствующим. Спасибо. Слово предоставляется директору промоутерской компании «Урал Бокс Промоушен» Васильеву Алексею Николаевичу. Здравствуйте, уважаемые друзья! Осетия действительно становится одним из центров мирового бокса. И то, что сегодня приехал сюда кубинец тренироваться, это не просто так. Сейчас выступит на этом ринге выступит 4 китайца, которые уже более 3 месяцев тренируются у Виталия Константиновича. Также к нам приезжали и турки, и финны, и их еще будет больше и больше. И то заслуга Мурата, благодаря которой об Осетии узнали не только в нашей стране, а во всем мире, она неоценима. Неоценима вообще в масштабе культурного обмена и в масштабе политики, ну и, конечно же, спорта. Я желаю вам всем прекрасного вечера. Я не сомневаюсь, что вам понравятся наши поединки. И, как говорят уже в России, а скоро будет во всем мире, Ира Таразма. Спасибо большое. Уважаемые друзья, Ирод Таражма, как сказал Алексей Васильев. Ну что ж, наверное, это уже лозунг осетин во всем мире. Банара Мохаммада in blue corner, please welcome from Iran, Мохаммад Банар. Ну а сейчас уже ринг-анонсер приглашает на ринг первую пару боксеров. Рауф Агаев против Мохаммада Банара. Первым выходит иранец. Мохаммад Банар является чемпионом мира по тайскому боксу. Кстати, стоит отметить, что иранские боксеры довольно редко выступают в России. Ну, во всяком случае, на моей памяти еще не было такого. Так что любопытно будет посмотреть за его поединком. И в красный угол ринга добро пожаловать боксер из Азербайджана Рауф Агаев. In red corner, please welcome from Azerbaijan Рауф Агаев. Соперник Банара Рауф Агаев, полное его имя Рауф Алиса Аглу Агаев, по прозвищу Лев, 35-летний боксер из Азербайджана, 26 побед, 6 поражений в его рекорде, рост 169 сантиметров. Кстати, стоит отметить, что он уже боксировал во Владикавказе против Руслана Берчука. И сначала даже он победил по судейскому решению, но почему-то потом судьи поменяли свое мнение и отобрали победу. Поэтому Агаев настроен очень решительно, он хочет победить во что бы то ни стало здесь, именно во Владикавказе. В весе он уступает своему сопернику, выступает в весовой категории гораздо ниже, и его, наверное, очень большая мечта получить титульный бой. Ну что ж, шоу начинается, мы все ждем первого раунда. И судья готов. Вперед, поехали. Итак, 9 пар спортсменов, о которых я уже говорил. Вторая пара у нас Сармат Татаев и Замир Зикашев. Сармат наш спортсмен из Владикавказа. Замир представляет Краснодарский край. Тоже россиянин.
Третья пара, одна из самых интересных, Джереми из Китая и Наби Абдулазимов из Азербайджана, соотечественник Рауфа Агнаева. Стоит про китайцев, наверное, сказать отдельно, потому что эти ребята несколько месяцев тренировались под руководством Виталия Сланова, нашего заслуженного тренера как России, так и Южной Осетии. И даже к нему уже приехали спортсмены из клуба. Такая необычная практика, когда ребята, сразу несколько спортсменов, приезжают на родину к тренеру и тренируются у него. Обычно бывает абсолютно наоборот. Четвертая пара, которая будет выступать, также Хэ Дюндюн из Китая, Армен Атаев, Россия, Пятигорск. Хэ Дюндюн у нас чемпион Китая по боксу. Спортсмены, которых мы сейчас видим на экране, Рауф и Мухаммад, они практически без разведки друг друга прощупали и уже стараются атаковать, причем оба. Да, попадает слева. Ну, довольно крепкие спортсмены. И стоит отметить еще, что каждая пара подбиралась довольно-таки грамотно, потому что спортсмены все практически одного уровня. Проходных боев здесь, скорее всего, не будет. Начиная с третьего раунда первого боя, комментировать противостояние проспектов будет мой коллега Георгий Цгоев. Он является вице-президентом Федерации бокса Республики Северная Осетия Алания, но сегодня он в роли комментатора себя попробует, поэтому пожелаю ему заранее удачи. Также вместе с ним будут комментировать бои эксперты, и первым начнет Асланбек Козаев, наш прославленный боксер, Астинский лев. Да, попадает немножко справа. Пропускает Агаев часто, но может собраться в любой момент. Разница между боксерами 12 лет. Мухаммад Банар, ему всего лишь 23 года, рост 172 сантиметра, он является чемпионом Ирана по боксу. Кроме того, что он еще чемпион мира по тайскому боксу. Сегодня его профессиональный дебют. Да, первый раунд закончен. Второй раунд начинается. Зрителей в дендрариуме практически под завязку. Людей пришло очень много. Раунд 2. Бокс действительно в Северной Осетии сегодня, наверное, занимает лидирующие места, но в тройку точно входит самых популярных видов спорта. Агаев опять пропустил. Много ударов пропускают спортсмены. Да, про остальные пары я еще не сказал. Пятая пара Сяо Ланхай, также китаец. Будет он выступать против Рамзана Магомаева, нашего соседа, если можно так сказать, спортсмена из Нальчика. Шестая пара. Шестая пара Хэтак Маурауф против камерунца будет выступать Оливера Дунда Меконго. Лю Пинг и Мишако Шубутидзе встретятся с
седьмом бою этого вечера. Минута остается до конца второго раунда. Алан Хугаев, вторник Канделакия, 8-й бой. Алан Хугаев, молодой спортсмен, 19-летний. И 9-я пара, главный бой вечера, это Тейр Келексаев против Игоря Пилипенко. Как я уже сказал, украинец очень опытный, ему 45 лет. И на его счету более 40 профессиональных боев. И не зря его прозвище «Зверь». Хоть у него и поражений немало, но он может даже в таком возрасте показать настоящий класс. Поэтому Тейру будет непросто. Ну, а этот раунд у нас через 20 секунд подойдет к концу, пока спортсмены действуют. Ну, можно сказать, обоюдоостро, что ли. Да, последняя 10-секундка. Все, второй раунд завершился. Друзья, я передаю слово моему коллеге Георгию Цгоеву. Желаю всем приятного просмотра. Ну, а сам пойду брать интервью. Добрый вечер, дорогие телезрители и любители профессионального бокса. Мы в городе Владикавказе, в столице Северной Осетии Алании, на замечательном спортивном мероприятии, международном турнире по профессиональному боксу «Ариана Бокс». Первый бой вечера у нас встретились в ринге Рауф Агаев, Азербайджан, это боксер в белых шортах, и Мохаммад Банар, Иран, боксер из Ирана в красных шортах. Хочется сраззу вам представить нашего эксперта и гостя, нашего прославленного боксера-профессионала Аслана Козаева, чемпиона IBO Intercontinental, который совсем недавно успешно защитил свой титул в городе Грозный. Добрый вечер, Аслан. Добрый вечер, Георгий. Добрый вечер, все телезрители, болельщики. Аслан, расскажи, пожалуйста, как прошел твой, как сейчас можно говорить, крайний поединок? Какие ощущения, какие планы вообще на будущее? Ну, вы все видели, наверное, этот бой. Он мне не понравился, но потом, когда я его пересмотрел, тоже не понравился, но не так уже, как сразу после боя, не знаю. И весогонка давала себе знать, и соперник был молодой, хотя мы договорились на 8 раундов. Тут последний день они решили 10 раундов. То есть их готовился на 8? Да, готовился на 8, но это никого не волнует. Профессионал должен быть всегда готов. Сколько мне сказали. Тайский бокс очень сильно отличается от профессионального бокса. Я, наверное, представляю, как он хочет ногами, наверное, еще поработать. Как он себя сдерживает, да? Да. Я понимаю, я сам занимался и кикбоксингом, и боксом, когда был маленьким. И понимаю, насколько это неудобно. Тем более Рауф Агаев очень опытный боксер, хотя и проигрыши есть, но все равно. Тертый калач, другими словами. Ну, и он сейчас в атаке. Да, и видно, что он очень неудобный, бьет нестандартные удары. Это, знаете, очень сильно напрягает. Когда тебя учат одному боксу, а твой соперник вообще другое что-то исполняет. Кстати, Аслан, интересный факт, что прозвище Рауфа Агаева абсолютно схоже с твоим — Лев. Только Аслан Козаев — осетинский лев, а Рауф Агаев — азербайджанский лев. Да, ну,
Главное, львом еще быть в душе. 100%. И в ринге тоже, и оправдывать свое прозвище. Конечно. Вот. Хороший удар справа от Рауфа Агаева. Напоминаем, это второй раунд 4-раундового поединка. Это первый бой вечера. Ну, вроде бы... Ниже пояса попадает Мухаммед Банар. Неумышленно. Конец второго раунда. Промоутерская организация «Урал Бокс Промоушен» и общественная организация «Ирон Легион» при поддержке Федерации бокса Северной Осетии Алании проводит данное мероприятие. Это замечательный турнир в городе воинской славы Владикавказе, в городе с очень богатой спортивной историей. И вот данный турнир также идет в копилку в развитии нашего бокса осетинского, который сейчас, Аслан, как мы все знаем, на подъеме. Вот так. Пропускает с правой Рауф Агаев, ну, возвращает сразу бой. Ну, интересный бой. Тяжело сказать, кто выигрывает, но бой конкурентный. Ноздря в ноздрю, можно сказать. Да, я люблю такие бои. Тяжело бывает сегодня. Параллельно вытирает угол, чтобы никто не подскользнулся. И попадает с левой Рауф Агаев, но хорошо справляется иранец с ударом. Опытный боксер из Азербайджана. К сожалению, имя рефери в ринге мы сказать вам сейчас не можем. Опять же, по техническим причинам. Но обещаем оправдаться в следующем поединке, где встретится, кстати, наш Сармат Татаев, представитель Остинской школы бокса. Между прочим, я с ним как-то спарринговался, и очень неудобно мне с ним было. Можно сказать, я ему ничего не смог сделать. Он очень высокий, он держал меня на дистанции. За 1,90 м, да? 1,93 м, да. Да. Нестандартный средневес. Да. В блок все попадает Рауф. Ну, Рауф делает свою работу, но вот Банар, он почему-то сближается, должен на дистанции, вот пропустил, должен на дистанции держать на вытянутой руке левой. Как более рослый боксер. Ну, конечно, да. Ему бы так легче было. Я же говорю, что значит тайский бокс. Ну и опыт его соперника. Все-таки больше 30 боев. Кстати, у тебя тоже 32 боя. 36. О, пардон. У нас опять технические неполадки. К сожалению, нет у нас часов и непонятно, сколько до конца раунда. Ну, чуть-чуть осталось, может, секунд 30. Как говорят, в боксе концовку выдают боксеры. Посмотрим, кто заберет конец этого бескомпромиссного поединка. И попадает удар с левой. Молодец. Идет в атаку Рауф Агаев, но безуспешно. Проваливает удар. Судя по тому, что у Рауфа много боев, 4 раунда это для него ничто. Он должен был хотя бы 8 раундов, чтобы выиграть этот бой убедительно. Ну, ждем решения судей. Посмотрим, на чьей стороне была фортуна и судьи сегодня.
А Асланбека приглашают в ринг, и сейчас он из комментаторской кабины пойдет в ринг, и мы его увидим прямо в прямом эфире. Замечательный бой. Уважаемые друзья, итак, Первый бой вечером. Кстати, в ринге находится Людмила Хитеева, действующая чемпионка мира среди студентов. Победу одержал Рауф Агаев. И представитель Азербайджана одерживает победу в этом бескомпромиссном 4-раундовом бою. С чем мы его и поздравляем. Ваши аплодисменты, уважаемые друзья. Встань с колен, говорит ему Рауф. То, что называют на Западе sportsmanship. Боксеры обнялись, проявили друг другу уважение, несмотря на то, что в ринге не собирались друг другу уступать. А вот и Аслан Кузаев по прозвищу Лев в ринге. Вот так вот Аслан везде успевает и защищать свой титул, и комментировать, и поздравлять победителей. Вот что значит талантливый человек, талантлив, много в чем. Несколько слов просит наш уважаемый гость из Азербайджана. Не могу ему отказать. Здравствуйте. Сегодня, которые сюда пришли нам болеть, благодарю всем, потому что сегодняшний организатор Алексеев, Урал бокс промоушен, чемпион мира Мурат Касиева. Мурат Касиев для меня всегда действующий чемпион мира. Он не проиграл. Я его всегда как чемпион понимаю, потому что он наш брат, он наш гордость. Я знаю, что у него травма была. Я боксер этого чувствую. Много не знает этого, я это знаю. Я с ним много раз тренировались вместе, на сборах были, на бои боксировали. Я здесь тоже боксировал в Кавказе. Я своему тренеру, Ядьяр Малимову тоже благодарю, который меня это воспитывал, который сегодня меня секундировали. Всех благодарю, всех обнимаю, который меня поддерживает, генерал-майор Махид Мусаев и полковник Эльман Газибаев. Спасибо вам всех, обнимаю вас всех. У Рауфа очень хорошая поддержка. Удачи, Рауф. Вы все слышали сами. Сейчас в эфире будет Батразы Лайв. Коллеги, здравствуйте, уважаемые телезрители. Рядом со мной находится президент Республики Южная Осетия Анатолий Ильич Бибилов. Анатолий Ильич, здравствуйте. Добрый вечер. Совсем недавно у вас проходил также крупный боксерский турнир. Сегодня он проходит здесь, в Северной Осетии. Скажите, насколько значимы такие соревнования для развития бокса в наших обеих республиках? Вы знаете, в любом случае проведение турниров, оно может быть большое желание многих, но если это не востребовано обществом, то тяжело говорить о проведении таких крупных турниров. В данном случае и в Южной Осетии, и в Северной Осетии мы прекрасно понимаем, знаем, что эта востребованность общества, оно есть. И если говорить о том ажиотаже молодых ребят, которые пошли в бокс на тренировке после побед Мурата Гасиева, после того, как мы увидели, что да, действительно есть большой потенциал спорта в Осетии, но не проводить такие турниры просто было бы очень неправильно и опрометчиво. Молодые ребята должны видеть хороших боксеров на ринге, и сегодня очень много молодых ребят, которые действительно являются перспективными, и вот такие турниры как раз способствуют развитию интереса к боксу здесь, в Осетии, да не только в Осетии, да и в России тоже. Поэтому я очень рад, что турниры такого высокого уровня проходят в обеих частях Осетии, это не может не радовать. Спасибо большое. Анатолий Ильич Бибилов был сегодня вместе с нами. Приятного просмотра. Представляем боксера синего угла Замир Зекашев, Россия, город Лабинск, Краснодарский край. Ему 31 год. Рост 171 сантиметров. Официальный вес 71,7 килограммов. Профессиональный рекорд 15 боев, 7 побед при 8 поражениях. Замир Зекашев, Россия, Краснодарский край. Представляем боксера красного угла Сармат Татаев, Россия, город Владикавказ.
Ему 25 лет. Рост 193 сантиметра. Официальный вес 72,6 Итак, у нас второй поединок вечера. В красном углу ринга представитель Осетии Владикавказа Сармат Татаев. 25 лет Сармату, рост 1,93 м. Очень нестандартный средневес, middleweight. У Сармата послужной список 3 боя, 3 победы. Тренер Сармата Виталий Константинович Сланов, Алик Тидеев представляет клуб «Ариана» и промоутерскую компанию «Урал Бокс Промоушен». Его соперник Замир Зикашев, Россия, город Лабинск, Краснодарский край. 31 год Замиру, рост 1,71 м, гораздо ниже его, 15 боев, 7 побед, 8 поражений. Опытный соперник у нашего Сармата. Пожелаем Сармату удачи. К нам вернулся Аслан Кузаев и поделится сейчас своим профессиональным взглядом на этот бой. Ну, я извиняюсь за свое отсутствие. Вызвали поздравить. Ну, пока ничего не могу сказать, но я думаю, для Сармата это будет, наверное, не очень тяжелый бой с его ростом и данными. Насколько я знаю его, думаю, он должен легко справиться. Шорты у Сармата камуфлированный, камуфляж цвет. Это, я думаю, говорит о его агрессивном настрое, который он показывает с первых минут поединка и пропускает Замир справа от Сармата. Что я и говорю. Тяжело будет Замиру подобраться к нашему боксеру. Встречает его левый Сармат очень успешно. И на ногах Сармат неплохой. Я, кстати, не припомню такого высокого средневеса в принципе в мировом боксе. 1,93 м. Это прям... 1,93 м, Усик такого же роста. И Гаси 91 где-то. 92 даже. А это первый тяжелый вес. Да. Аж на 20 килограмм больше. Кто знает, может, мы Сармата увидим в тяжах. Ну, может быть. Лет, самый разговор. Джеб от Сармата. Несмотря на высокий рост, успешно делает нырок под руку и уходит от удара Замира Зикашева. Идет в атаку Замир безуспешно. Очень уравновешен Сармат, хороший настрой у него. Все видит, контролирует. Идет к поставленной цели, действует, судя по всему, по плану, который они сделали с своими тренерами Виталием Слановым и Аликом Тидеевым. Все мимо пока от Замира. Сармат контролирует бой. Пробивает корпус. Наверное, здесь возле каната ему нежелательно стоять. Левый сбоку. Еще раз попал. Молодец. Потихоньку пристреливается Сармат. Больше бы Сармату джеба. Держать своего соперника на дистанции. Аслан, поделись, пожалуйста, мнением своим. Ну, я то же самое говорил вначале, что ему надо, да, на дистанции держать и ни в коем случае не стоять возле каната. Потому что я знаю, что это такое, когда соперник его разгоняется, и его потом тяжело бывает остановить. Наши боксеры, к счастью, у нас хорошая любительская школа бокса.
в Осетии. И они прошли через школу любительскую, теперь они уже готовы, я думаю, к профессионалам. Может, кто-то слишком рано перешел, но лучше раньше, чем позже. Да. Потому что бокс, это, я считаю, что это профессиональный бокс, это и есть бокс. А любительский, во-первых, там много сейчас несправедливости. Взять нашего Борю Карибяна вот, с Бесланом. В чемпионате мира минувшем, да? Да, вот что поехал, выиграл бой, но не отдали. То есть тяжело. А здесь чересчур много политики, да, в любительском боксе? Конечно. И не часто все в руках спортсмена. Кстати, в ринге со Сланом Кузаевым, напомню еще раз, была Арнелла Хитеева, которая буквально совсем недавно победила чемпионат мира среди студентов Калмыкии. Отличный результат для представительницы Остинской школы бокса. Это здорово. Посмотрим, какие планы вообще у Арнеллы. Может, она побьет и рекорды дочки Мухаммеда Али, Лейлы Али, и Холли Холл, которая успешно выступает сейчас в UFC, самая титулованная боксер, женщина-профессионал. Интересно будет наблюдать за ее карьерой. А вообще, если не секрет, Аслан, как относишься к женскому боксу? Я знал, что вы зададите мне этот вопрос. Я сам пришел к этому вопросу по ходу пьесы. Вот ты перечислял сейчас ее вот планы, там, что, а я хотел сказать, а может быть она выйдет замуж, будет заниматься семьей. Ну, я не знаю, у каждого свой выбор, у каждого свое мнение. Я думаю, что как бы не женское это дело. Да, женщина должна быть сильной. Они и так сильные, сильнее, чем мы, наверное. Просто как-то эту силу надо в другое русло чуть-чуть. Ну да, есть в этом. Зато представляешь, каких на детей будет воспитывать. Истинных Алан. Настоящих. Да. Да, интересно, что ждет Арнеллу в будущем. Ну, мы возвращаемся на ринг ресторана «Дендрариум», где Сармат Татаев успешно держит на дистанции своего соперника и планомерно отрабатывает голова-корпус, голова. Хочу подметить, что этот турнир мне нравится тем, что здесь конкурентные бои. В принципе, мне Виталий Константинович и до этого говорил, что сейчас бои будут уже ровные, будут соперников подбирать таких, чтобы не так легко уже было выигрывать. Чтобы извлечь максимальное количество опыта. Конечно, конечно, так и должно быть. Здесь себя надо проявлять. А кто не знает, вот судья Михаил Сергеевич Сахарян, мастер спорта Советского Союза, чтобы вы знали, наш тренер. Да. Есть такое понятие в профессиональном боксе journeyman, да, это те люди, которых подставляют, грубо говоря, перспективных молодых боксеров. Вот на этом турнире пока такого не видно, и, как Аслан отметил, очень конкурентные бои. В таких боях не растешь, набираешься опыта. Одной левой тут не пройдешь. Да, конечно. Не понимаю тех боксеров, которые ищут легкие пути. Третий раунд. 6 раундов. 6 раундов будет телезрителям. Это только начало сегодняшнего турнира. Впереди нас ждет еще 7 поединков. Главным боем вечера будет Таир Келесаев, наш тяжеловес. Вот он встретится с Игорем Пилипенко, таким опытным ветераном, профессионалом. Разводит рефери боксеров и право. Хорошо попадает. Вот это и надо ему делать постоянно. Мне очень нравится, что Сармат хладнокровный боец. Не без эмоций попадает апперкот. Также без эмоций. Ну вот здесь Сармат подскользнулся. Он здесь не ищет легких путей. Хотя у него здесь есть легкий путь. Это классический левая тяжка и двоечку, и все. Александр Юрьевич Финько это хорошо делал. Тоже наш тренер. Левый ушел, левый, правый с таким соперником.
это очень легко. Минимизируя какие-либо риски. Да, конечно. Он здесь хочет показать Сармат то, что он сильный и может тоже подраться. Все-таки осетинский характер дает о себе знать, тем более на родной земле, перед родной публикой. Хочет показать красивый бокс просто. Ну, его соперник тоже. Зикашев молодец. Не отступать и не сдаваться у него, по-моему, сегодняшний Конечно, девиз. это бокс. Я думаю, что кто в ринг выходит, он уже подвиг сделал. Да, безусловно. Сейчас очень популярная тема диванных критиков в интернете, потому что все больше и больше появляется любителей бокса. Кстати, дважды попадает джебом Сармат, двойка от Сармата. Кстати, после победы Мурата Агасиева, Аслан не даст соврать, популярность после победы, как он стал чемпионом мира, после боя с Лебедем, популярность бокса очень сильно выросла в республике. И количество аналитиков тоже очень сильно выросло. Конечно. И потихоньку уровень знаний наших болельщиков тоже растет. Пока он, конечно, далек от знаний борьбы. История, которая у нас уже более чем полувековая. Бек Бестаев победил, кажется, в 1957 году Кубок мира, тогда это называлось. И вот потихоньку тоже наша публика набирает знаний о боксе и может давать какую-то аналитику. Он так попадает слева Сармат навстречу. Пошатнулся его Хорошо этот удар соперника проходит у него. под занавес раунда, да. Я не хочу борцов обидеть, но мы их быстро догоняем. Темп хороший задали. Так что... Это точно. Используя современные технологии и как быстро разлетается информация, да? Есть такой известный ветеран UFC Фрэнк Мир, и однажды он в одном из интервью сказал, что определение ада для меня, если я увижу человека, кем я могу стать. Да. Так вот, если мы будем создавать дружно всей республикой, каждый будет вносить свой вклад в развитие и учебы, и спорта, мы очень быстро, как сказал Аслан, очень много талантливой молодежи сможем увидеть результаты, не плоды этой работы. А Сармат продолжает бомбардировать своим длинным джебом своего соперника, сбивать ему атаку, держать его на дистанции, подключать правую руку потихоньку. Вот на данный момент талант здесь заключается Сармата в боксе. А вы меня поняли, что я имел в виду, что талантливая молодежь не только в боксе, не только в спорте, а везде, и в учебе. И у меня друг Руслан Цакулов, боксер тоже, ну не профессионал, но хороший боксер был. Он на красный диплом ГМИ закончил. Ну, представляете, школу на золотую медаль. Боксер. Молодец. Как говорится, мужчина — это сочетание ума и характера, Конечно, тут еще и физическая конечно, сила. Конечно. Аслан, не хочу показаться наглым, но мы на «вы» или на «ты»? Ну, как-то это... Давай на «ты». А то это ты. Мы же коллеги. Да. На данный момент. На данный момент мы коллеги. Ну, здесь главное Сармат дистанцию чувствует. Даже когда он близко подпускает, он видит удары. Да. Просто я понимаю, ринг маленький для Сармата. Кстати, И я думаю, что ринг нестандартный. Не 5 на 5. Ну да, даже это вот нам с экрана видно. Мы, к сожалению, сидим не рядом с рингом, а в комментаторской кабинке и смотрим по телевизору бой. Так что, в принципе, мы в этом с телезрителями в одном положении. Да? Мы тоже смотрим по телевизору. Вот. Не знаю, в эфире есть ли время раундов или нет, но у нас его нету, так что
Мы сверяем со Сланом свои биологические часы, чтобы понять, сколько осталось до конца раунда. Вот. Ну, Замир Зикашев не упускает возможности нанести урон Сармату, идет вперед. Надо отдать ему должное. Ну, он приехал не просто деньги заработать и как оппонент, а реально хочет выиграть. Выкладывается. Да. Ну, пропускает. Попадает Сармат правый, да, встречу опять. Кстати, буквально в эту субботу, 15 сентября, состоится чемпионский бой в этой же весовой категории между одноклубником нашего Мурата Гасиева, Геннадия Головкина. Это будет реванш с Канело Альваресом. Вот, кто знает. Дай бог, чтобы видели мы Сармата на таких же больших боях. И я думаю, будет. Дай бог. Желание есть у него, я знаю. Мало кто замечает, но за всем этим патриотическими, объединяющими всеми вот производными от побед твоих, Мурата, все это жестокий бизнес, и мало кто знает его обратную сторону. К сожалению. Да. Что вы знаете, видят, кажется, только обертку. Да, вы знаете, на первом месте в мире это для них деньги, бизнес, а для нас, вот местных наших боксеров, это чуть-чуть, у нас другая идеология, в принципе, другие в жизни. Мы готовы даже бесплатно побоксировать. И не раз это было. Да. Ну и, конечно, вот лично вот мое желание такое, конечно, чтобы, так как многие не понимают, что это есть профессия, это есть работа. И работа, конечно, должна хорошо оплачиваться, тем более, когда человек кладет свое здоровье. И я прошу прощения, может быть, за такие сравнения, подставляет голову свою. И иногда бывает такая несправедливость в спорте, ее тоже мало кто замечает, и часто люди потом дают какую-то свою резкую оценку тому или иному спортсмену, чего, конечно, вот в эфире Эристон ТВ хочется призвать наших, кстати, болельщиков, любителей спорта, не давать резких оценок и быть чуть-чуть сдержаннее, быть чуть-чуть добрее, хотя, может быть, к боксу это и не имеет отношения, но доброта, она, в принципе, решает. Она спасет мир. Она спасет мир. А добро должно быть с кулаками. Но Сармат сейчас добро не делает, он сейчас вообще молодец. Он красавчик. Этот раунд за ним точно. Уверенно. Да, уверенно, Сармат контролирует бой. И не устал, выглядит свежо. Да, дышит очень хорошо. Ну, условия, если честно, замечательные. На свежем воздухе. Свежий предгорный воздух, да. Родной причем. Дома помогает не только стены, Аслан, но и воздух, как выясняется. Несмотря на такие длинные рычаги, Сармата очень такой вязкий в ближнем бою и отлично использует свои антропометрические данные. Попадает с правой. Он очень спокоен. Не знаю, хорошо это или плохо, но по глазам видно, что он вообще не напрягается. Да. Есть ощущение, что он даже строит план уже какие-то после боя. Он думает о чем-то другом периодически. Но это, очень конечно, легко сейчас ушел от левой боковой. Я же говорю, вообще не напрягся. Десять секунд до конца первого. Ой, четвертого раунда, пардон. И боксеры перерыв.
Заключительный раунд. Уже заключительный? Да, 6-й раунд. Сейчас будет. Тяжело нам с Асланом сейчас понимать, какой раунд, потому что на экране у нас этого нет. Так что не судите строго. 6-й Тем более, заключительный раунд. я новичок вообще в этом деле. Первый раз комментирую. О, попадал. Молодец. Джеб хороший. Насколько, Аслан, важен джеб в боксе? Вот много знаний. Поделись знаниями с телезрителями. Как используют этот удар? Ну, раньше в любителях я его не использовал, но когда перешел по профи, понял, что джеб это самое главное. И этот джеб должен быть сильным, острым. То есть можно бои выигрывать даже одной левой рукой. Джебом. Как избивать темп соперника, как начинать Конечно. атаку и, в принципе, использовать его. Вообще, Брюс Ли говорил, знаешь, что сильная рука должна быть спереди. О, попадает опять слева. Молодец, молодец. Я же говорю, Сармат не ищет легких путей. Да, с каждым разом джеб у него все. Тяжелее, тяжелее. Увесистей, увесистей. Ну и по движениям головы за миром мы понимаем, что да, не жалеет его Сармат своим джебом. Сразу идет в атаку за мир. И пропускает через руку. Брейк, говорится, разводит боксеров. Ну, Сармат. И отличная серия от Сармата. Нокдаун. Нокдаун. Вот что значит танцовка. Да. На такой ноте надо завершать бой. Еще один нокаут в графе победы нокаутом Сармата. И он попадает слева и начинает разносить буквально своего соперника. Сармат катает. Но время еще есть. Да. Завершить бой досрочно. Попадает левой сбоку. Плывет. Еще справа через руку. Левый правый. Это нормально. Удивительно спокойный Сармат парень, видимо. Добрый. Да. Подтверждает он термин «добро должно быть с кулаками». Вот он идеальный пример. Я думаю, бой надо остановить. Я думаю, что лишнее это все, да. Поздравляем Сармата. Замечательная победа. Прекрасный опыт. Поздравляем. Не хватало сил у его оппонента, соперника. Роланд Курбанов объявляет победителя Сармата Татаева. Нокаут в 6-м раунде. Сармат Атаев! Молодец, Сармат. Удачи ему. Успехов. Россия, город Владикавказ. Ваши Дай Бог, аплодисменты, чтобы нас уважаемые продолжал друзья. радовать своими победами такими красивыми. И Президент промоутерской компании в принципе, было у него все World хорошо в Promotion, жизни. Вайнштейн Евгений Ефремович. Под ваши аплодисменты, уважаемые друзья. И я также требую аплодисментов для Замира Зикашева. Он сражался храбро, как лев. Мужчина. сосед наш.
по Южному федеральному округу Замир Зикашев, Краснодарский край. Ехать Замиру недалеко домой. Вот его и поздравляют. Ну, молодец, хороший бокс показал. Отличный бой выдал, да? Шел до конца. Ребята, я поздравляю вас. Не отбывал номер, как говорится. Старался победить. За что ему отдельное спасибо. Вы заметили, что боксеры джентльмены? А вообще это обнялись, джентльменский вид спорта. Конечно. Да? Многие об этом забывают. Но это джентльменский вид спорта. Даже футбол. И несколько слов хочет сказать победитель данного поединка. Хочу сказать спасибо организаторам этого спортивного праздника для нашего города, отдельно Евгению Ефремовичу, Васильеву, Алексею. Спасибо тренерам, кто нас подготовили. Виталий Сланов, Алик Тидеев, Алан Чехоев. Спасибо всем, кто нашел время и возможность посетить, поболеть за пацанов. Хочу, чтобы сегодня поздравили у Алана Чехоева день рождения. Все вместе. Поздравляю, Алан. Рядом со мной находится директор промоутерской компании «Урал Бокс Промоушен» Алексей Васильев. Алексей, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Тот вопрос, который я задал. Ну, мы видим огромный зрительский интерес, много людей находится сегодня здесь, и еще больше людей смотрят эту трансляцию по телевидению. Скажите, как часто подобные соревнования будут проводиться в нашей республике? У нас с Виталием Константиновичем есть план, и мы строго придерживаемся этого плана. Уже несколько турниров мы провели. Раньше он назывался «Ирон Легион», мы решили поменять название. Сейчас эти турниры будут называться «Ариана Бокс», потому что основным поставщиком боксеров является боксерский клуб «Ариана», и, в принципе, основным ударным механизмом в организации этого мероприятия является боксерский клуб «Ариана» Виталий Константинович Сланов. Следующий турнир мы планируем уже на большей арене, потому что мы увидели, что даже такой большой ресторан не может вместить большое количество желающих. И, возможно, этот турнир пройдет либо в «Динамо», либо в «Манеже». Дата еще точно не определена, но это будет вторая половина ноября. Я даже хочу заявить, что главным боем будет титульный бой, оригинальный титул Сослана Тедеева. Спасибо вам большое. Алексей Васильев был сегодня вместе с нами. Продолжаем смотреть турнир. Уважаемые друзья, я с удовольствием приглашаю в синий угол ринга нашего гостя из солнечного Азербайджана Анаби Абдулазимова. In red corner, please welcome from Azerbaijan Анаби Абдулазимов. Black Eyed Peas, азербайджанский боксер, выбрал очень оригинальную песню. Он призывает всех помпы. Вот Рауф Агаев, который только что одержал победу, выводит своего соотечественника из Азербайджана. Встречаем аплодисментами Наби Абдулазимов, Азербайджан. Наби Абдулазимов, синий угол ринга. Боксер из Китая, провинции Гуйчжоу, Го Тянь-И. In red corner, please welcome from China, Go Tянь-И. Just don't lose yourself, Джереми. Джереми выбрал мотивационную такую композицию легендарного рэпера Эминема «Lose Yourself». Don't lose it, Джереми, just don't lose it. Уважаемые друзья, представляем боксера синего угла. Не успела проиграть песня, и Джереми уже в ринге. Джереми он же Джу Туани. Ему 19 лет. Я скажу за него «Ни хао», дорогие телезрители. Официальный вес 50 килограмм. Насколько я знаю, Китай сейчас очень сильно начал развиваться бокс. Кстати, китайские боксеры проходили
тренировочный сбор в Владикавказе, в спорт-клубе «Ариана» под руководством нашего прославленного тренера Виталия Константиновича Сланова. А вот представляют боксер Азербайджана Наби Абдулазимова и его соперник из Китая. Интересно будет посмотреть на дебютантов профессионального ринга. Это его профессиональный дебют. Молодые ребята, можно сказать, тинейджеры. В Соединенных Штатах Америки алкоголь им не продадут еще. Но они, так как спортсмены, думаю, и не ищут его. Наш знаменитый ринг-анонсер Роланд Курбанов справляется с 3 языками, с русским и с английским, и объявляет даже китайца без единой ошибки. И мы начинаем. Ну что, пожелаем удачи дебютантам. Сразу попадает джебом боксер из Китая. Поддавливает китайский боксер. Ой-ой-ой-ой-ой. Хотелось бы сейчас призвать азербайджанского спортсмена не нервничать сильно в первом раунде, дабы не терять энергию. Разведка джебом от азербайджанского боксера. Двойка мимо. Попадает чек-хук от Джереми. Будем называть китайского боксера Джереми. Это была его просьба, кстати. Назвать его Джереми. Попадает справа коротким хуком. Ребята молодые, горячие. Так что сегодня в ринге можно ждать всего. И Джереми попадает правым кроссом в голову Наби. Апперкот от Наби. Защиту. И еще одно попадание. Джереми. Джереми явно любитель западной культуры и выходит под американскую песню. И прозвище его Джереми. Ну или как модно сейчас говорить, никнейм. Заваливается почему-то во время атаки азербайджанский боксер. И размен ударами Джереми попадает. Энергичный китаец. Защита вся. Чувствуется. О, попадание справа. Жесткие размены у ребят. Напоминаю, что ребята совсем молоды, 18-19 лет. Не жалеют друг друга, не жалеют себя. Оба хотят показать красивый бокс. Поддавливает китаец. И попадает хорошую двойку под занавес раунда. У нас и уже первый раунд завершился.
слоган телеканала «Матч». Все на матч, то у нас сейчас все на бокс. И второй раунд начинается. Промахивается справа. Наби, боксер из Азербайджана. Пока все по воздуху. Проваливает китаец азербайджанского боксера. И попадание хорошее слева азербайджанца. Горячий восточный характер азербайджанского боксера и даже огненные шорты у него. Вот так можно назвать его шорты. Огонь. Фаяман, как сейчас поют наши знаменитые рэперы. Посмотрим, что из этого получится. Серия неточных попаданий была с обоих сторон сейчас. Прижимает канатом сначала китайский боксер, а потом уже азербайджанский боксер. Разводит рефери боксеров. И жесткое попадание справа от Наби. И возвращает ему все пропущенное боксер из Китая и попадает мощным кроссом прямо в голову. Right on the temple, как говорят наши американские коллеги. Раскачивает китайский боксер потихоньку свой маятник и пытается сблизиться. Азербайджанский боксер более длиннорукий, конечно, ему было бы выгоднее держать китайца на дистанции, но пока у него это не получается. Разрывает дистанцию китаец и сближается каждый раз и пропускает дважды с правой от китайца Наби Абдулазимов. И еще одно точное попадание джебом от Джереми. К сожалению, мне не слышно подсказок тренеров и аж закрутился. Так сильно хочет победить китаец. Буквально как торнадо. Еще один размашистый кросс от китайского боксера. Напомню, это 4-раундовый бой. У обоих боксеров это дебют. Попадает джебом лево китаец. И заканчивается у нас второй раунд. Третий раунд. И у нас третий раунд. По-боксерски пожимают руки друг друга и сразу пропускает в начале раунда Наби жесткие 2 удара. Хороший мощный джеб у китайца. Бросается очень сильно азербайджанец на своего соперника. Успешно его проваливает. По всей видимости, набрал он хороший опыт во время тренировочного сбора в Северной Осетии. Вот очень собран, хладнокровен, как подобает мастеру восточных единоборств, в данном случае не совсем восточных. Бокс был придуман в Англии, но успешно, но не надо. Зачем, Наби? Зачем нам эти нервы? Пожимают друг другу руки, и бой продолжается. Поддавливает Джереми, боксер из Китая, и жесткое попадание с левой.
Ну, на мой взгляд, пока китайский боксер ведет, и опять жесткий джеб от китайца. Если я правильно вижу, сечка над левым глазом азербайджанца — это плоды работы китайского боксера. И он продолжает атаку. Серия апперкотов. Агрессивный Джереми, он же Джо Туани. Я надеюсь, правильно выговариваю это имя. Да. И рассечение азербайджанского боксера. Прижимает канатом его и удар по затылку. Ну и толчок после удара по затылку. Немного грязных трюков в исполнении китайского боксера, который он нам привез из Китая. Dirty tricks made in China, назовем их так. Продолжает поддавливать, и успешная комбинация от китайского боксера. Несмотря на то, что гораздо ниже своего оппонента, очень мощно врубает он в каждую серию, каждый удар и промахивается с правой. Хорошо дышит очень китайский боксер. Тренировки в нашем Дендрарии, думаю, не прошли даром. Виталий Константинович Сланов знал, что делает. И чувствуется рука, чувствуется осетинская школа небольшой такой. И джеб. Опять он подскользнулся. Наверное, телезрители видят, там постоянно работают швабры, и мы перестарались уже не первый раз, боксеры подскальзываются. И размен ударов пропускает азербайджанский боксер. Несколько сильных, мощных попаданий в Джереми, представителя Китая. И у нас заключительный раунд скоро. Да, мне было интересно, как они общаются. Сейчас видно, что китайский боксер так и не выучил русский язык, и общаются они с Виталием Слановым через переводчика. Теперь главное, чтобы переводчик не был на стороне азербайджанского боксера и все переводил правильно. Ну, а у нас в ресторане Дендрarium sold out. Нет свободных мест абсолютно. Вот, и публика потихоньку разогревается, как, наверное, вы видите в перерывах. Вот и у нас заключительный раунд, четвертый. Ну, на мой взгляд, пока преимущество на стороне китайского боксера. Он опять попадает справа. Пытается подстроиться джебом на би. Абдулазимов безуспешно. Жесткий размен ударов около канатов. Наби Абдулазимов пытается прижать своего оппонента жестко, но ничего из этого не выходит. Хладнокровный китаец все держит под своим контролем. О, ну что вы будете делать, а? Высушите эту швабру, наконец. Хватит издеваться над боксерами. Сушите весла и швабру тоже. К сожалению, рефери закрыл мне эту атаку, я ничего не увидел. Так вот, это очень интересный факт, что боксеры из дальнего зарубежья также приезжают к нам на тренировочные сборы. Это, к слову, о вообще развитии остинской школы бокса. Вот. Дай бог, чтобы так оно и продолжалось, и больше жесткий размен ударов. И дай бог, чтобы больше и больше боксеров со всех уголков мира приезжали к нам на тренировки, обмен опытом. Вот. Это
очень позитивная динамика. Апперкоты от Джереми. Прижимает опять канатом своего оппонента и жестко врубает в корпус. Попадает апперкотом и правым хуком. Чувствуются такие острые удары. Дважды апперкот пропускает Наби. Поддавливает. Постоянный прессинг со стороны китайского боксера. И еще одно попадание. Оставляет всего себя в ринге китаец. И, конечно же, стоит отметить рвение и упорство азербайджанского боксера. Несмотря на большое уже количество пропущенных ударов, он не сдается. И закончился этот поединок. Сейчас после боя у нас будет интервью. Победу одержал Го Чан И. Чечене, говорит он осетинской публике, что значит штырбужник или большое спасибо. Награждение боксеров денежными призами проводит генеральный директор акционерного общества Маркус Тамерлан Марзоев. Под ваши аплодисменты, уважаемые друзья. К сожалению, не знаю содержимое этих конвертов, которые вручают. Может, это просто поздравительные открытки. Награждается победитель поединка Го Тянь И. Видна рука мастера, заслуженного тренера России Виталия Асланова. Наш китайский друг, он уже у нас около 4 месяцев, и он практически уже стал осетином, поэтому ему вручается кавказская папаха и медальон с изображением, серебряный медальон с изображением Святого Георгия. Давайте поаплодируем. Несказанно рад папахе китайский боксер, а еще в придачу уже медальон с изображением Святого Георгия. Спасибо. Красавчик. Я же так хожу рядом. На подолта хуш кашам куфтой, махтер хуш кашам кушам. На хушар, на хуш кашам أفشمر كتاية فولا خيجيش واجق ساو واجق ما نواشتك التيتر ولا خيجي يسامو ساورتت. Бужник, спасибо большое. Давайте проводим аплодисментами наших боксеров. Мы знаем, что главным боем вечера ранее планировалось провести бой с участием Суслана Тидеева, чемпиона мира среди молодежи по версии IBF, но, к сожалению, Суслан получил травму. Сегодня он находится здесь, болеет за своих земляков. Суслан, как ты сейчас себя чувствуешь и как идет процесс восстановления? Ну, сейчас уже чуть полегче, лечусь, на массаже хожу, лечимся, сейчас уже чуть получше. Ну, думаю, к ноябрю буду уже готов. Как тебе вообще бои? Ну, бои проходят очень хорошо, все молодцы, вот пару боев посмотрел, ну, очень понравились мне, даже словами не передать. Тут наш земляк боксировал, Татаев, Сармат, очень сильно понравился бой, просто молодец. Ну, надеемся, что уже в скором будущем мы увидим и тебя на ринге. Желаем тебе скорейшего восстановления и приятного просмотра. Спасибо.
боксер из Китая. Выйти на ринг готовится Армен Атаев, город Пятигорск. 2 победы, 1 ничья. Спортсмену 20 лет, победитель первенства Южного федерального округа. 3 боя, 2 победы, 1 ничья. Встречаем аплодисментами Армен Атаев, Россия, город Пятигорск. Команда «Боец». И в красном углу ринга добро пожаловать боксер. «Боец» представляет команду Китая. «Боец». Провинция Гуйчжоу. Ну, такая вот интересная история. Еще один представитель Китая, который проходил тренировочный сбор в клубе «Ариана» под руководством Виталия Сланова, одного из организаторов этого прекрасного международного турнира. Готовится выйти в ринг. Боксер из Китая. Китай. Уважаемые дамы и господа, представляю боксера синего угла Армен Атаев, Россия, город Пятигорск. Ему 20 лет, рост 167 сантиметров, официальный вес 52,6 килограммов, профессиональный рекорд. 3 боя, 2 победы. У нас очередная пара. Это боксер из Китая Хи Цзунцзю и Армен Атаев. Напомню, что боксер из Китая — это профессиональный дебют. Армен обладает большим опытом в профессионалах. Хи Цзунцзю, Китай, Гуйчжоу. Ему 25 лет, рост 160 сантиметров. Официальный вес 52,9 И к нам присоединяется директор промоутерской компании Уралбокс Промоушен Алексей Васильев. Можно сказать, уже постоянный гость и, скорее всего, даже уже не гость Северной Осетии. Алексей Васильев. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые друзья. Да, это уже не шутка, наверное, потому что некоторые мои знакомые, которые находятся в Осетии, спрашивают: ты когда домой возвращаешься? Я говорю: ну, вроде я приехал. Уже дома, да? Да. Спрашивают: после того, как ты уезжаешь, когда домой вернешься? Я говорю: ну, вроде дома у меня пока еще в Челябинске. Но для некоторых похоже, что... Не похоже это на кавказское гостеприимство спрашивать, когда вернешься домой. А у нас начало боя. Напомню, это 6-раундовый бой во втором наилегчайшем весе. Алексей, расскажите, пожалуйста, как родилась идея данного турнира? Уже не первый раз проводите вы боксерские вечеры бокса в Осетии. И как родилась идея такого замечательного международного турнира? Ну, мы в Осетии присутствуем уже давно, и турниры не редкость, просто такого уровня турнир давно уже не проводился. Можно сказать, что никогда не проводился, чтобы участники из 7 стран мира приезжали во Владикавказ и боксировали. У нас с Виталием Константиновичем есть план, мы строго его придерживаемся. Есть проспекты, которых мы ведем, и уровень осетинского бокса настолько высок, что сюда стремятся попасть уже и представители других стран мира. Но в частности, в настоящий момент 4 китайских боксера тренируются у Виталия Константиновича, и сегодня они в этой программе участвуют. А также сегодня привезли ему кубинца, победителя первенства Кубы,
и победителя там турнира международного, члена сборной. Он сбежал с Кубы, хочет заняться профессиональным боксом. И вот первое место, где он начнет свою профессиональную карьеру, это будет Владикавказ. И первый тренер по профессионалам Виталий Константинович. Здорово. Получается, боксеры из Китая, они не просто подготовились к бою, а на постоянной основе тренируются в Владикавказе под руководством Виталия Сланова. Ну, можно так сказать, потому что 3,5 месяца подготовки это очень серьезно, и они очень серьезно готовы. И сейчас вы увидите, первый поединок вы увидели, очень яркий был. И сейчас, вот, я думаю, Цзюньцзюн пристроится. У него соперник очень опытный, с хорошей любительской карьерой, уже 2 победы и с 1 ничьей. Но посмотрим, очень интересно, зрелищно будет. Вот перед вами предыдущие бои комментировал наш боксер Аслан Козаев, и он отметил, что здесь не привезли так называемых джорнименов, очень конкурентные бои у всех. И у Сармата Татаева прям так... Смотрите, вот уже первый нокдаун. Первый нокдаун. Цзюньцзюн отлично провел левый боковой, прямо в челюсть, и его соперник упал. В первом раунде, это даже достаточно неожиданно. Да. Я согласен, да, здесь проходных боев нет ни у кого. Мы действительно интересный очень состав пар подобрали, потому что жители Осетии уже прекрасно разбираются в боксе. Они следят за карьерой не только своих боксеров, но и боксеров всего мира. И когда мы разговариваем, мы уже обсуждаем вопросы бокса в мировом масштабе. А у нас закончился первый раунд. И мы можем больше поговорить о развитии бокса в Северной Осетии и в России в целом. Наверное, один из главных вопросов, который вас постоянно спрашивают в Осетии, это будущее карьеры Мурата Гасиева. И вообще его физические кондиции, когда мы сможем его в следующий раз увидеть в ринге. Много информации онлайн, постоянно какие-то, я думаю, бывает и недостоверная информация, но оказывается, Мурат вышел с травмой, да, на финальный бой суперсерии. Да, была травма, но я не думаю, что нужно списывать поражение на травму. Травма была, в коем случае. Да, но видно, что было, что на голову соперник был выше его и лучше выступил. Но я даже не знаю, как на это ответить. Мы не предполагали, что травма настолько серьезная. Всегда очень многие боксеры выступают с какими-то травмами, микротравмами. Это было, Мурат был немножко травмирован и в предыдущих поединках. Думали, что это так не скажется. Конечно, Мурат был не похож на себя. Чем-то виновата травма, но, конечно, и соперник тоже виноват. Он был подготовлен на 200%, команда была очень сильная. В общем, в этот момент звезды не сложились. Да, будем надеяться, что в будущем они будут складываться именно так, как нужно. Если мы перейдем к боксу, смотрите, Цзюньцзюн уже освоился, уже понятный соперник ему стал, и он постепенно уже ключи к нему подбирает. Но соперник не промах, смотрите, первый раунд он проиграл. Собрался после нокдауна. Собрался. Знаете, Цзюньцзюн хороший боксер, он чемпион Китая, даже неоднократный чемпион Китая. В Китае в прошлом году прошла определенная такая версия, полупрофессиональные бои. Собрали в разных весовых категориях 8 спортсменов лучших. И в четвертьфинальной, типа суперсерии было китайской. Да? В четвертьфинале 4-раундные бои, в полуфинале 6 и в финале 8-раундовые. И вот Цзюньцзюн, победитель этого чемпионата полупрофессионального. Но когда он приехал сюда, он понял, что все, что там учили, это совершенно не то, чему учат здесь. И настоящий профессиональный бокс – это как раз здесь. То, чему учат в России, да? Да. И смотрите, если китайских боксеров считали раньше не бьющими, то вот буквально 3 месяца, которые они здесь провели, предыдущий поединок очень жесткий парень был, у Джереми, да, достаточно остро и жестко бьет. И сейчас уже Цзюн уже в первом раунде соперника своего нокдауна отправил. Да, несмотря на легкий вес, очень тяжелые удары, это видно. И по телевизору, несмотря на то, что мы не сидим рядом с рингом, а смотрим бой по телевизору, видно, что парень физически очень подготовлен, очень жестко бьет. Размен ударов и идет вперед Цзюньцзюн. Цзюньцзюн надо немножко, мне кажется, успокоиться, что-то он нервничает. Эмоционально, в отличие от своего коллеги по команде.
коллега по команде, да, удивил. Мы больше всего за него переживали, он самый молодой. А этот, наоборот, самый взрослый из них, ему уже 25 лет, и он там такой за старшего. О, смотрите, отличные удары, комбинацию провел Дзюн. Очень удачно, и Атаев уже отошел на дистанцию. Так, наверное, принимать не очень приятно эти удары. Еще раз, отлично, отлично. Давай дальше продолжай. Ой, болею я, правда, за одного спортсмена, нет за другого. Ну, почему бы и нет. Ну, да. Еще одно попадание справа. Бывает, по-моему. Да, смотрите. И это всего лишь во втором раунде. Насколько отличная физическая форма у китайцев. И, ну, еще раз благодарность Виталию Константиновичу за подготовку. Да, мощное начало, несмотря на 6 раундов. Вот, еще раз, еще одно попадание, еще. Я думаю, что бой до конца не... Save by the bell, Алексей. Да, отличный раунд. Ярко его выиграл. Можно дальше продолжить беседу о будущем. Да. Смотрите, значит, что касается китайцев. Мы с ними познакомились почти год назад. В октябре месяце мы первый раз приехали к ним на турнир. Несколько наших боксеров там участвовало. Представили нашу команду. Меня рассказали о тех возможностях, которые они могут получить. Им очень было интересно. Очень интересно начать сотрудничать. И они долго думали, присматривались, изучали, съездили на 2 турнира суперсерии. В Сочи были представители, в Москве. И в конце концов они вот решились, после Сочи они уже точно решились, что они привозят сюда своих спортсменов, и они здесь проходят подготовку. И финалом этой подготовки этот турнир. После этого эти китайцы уезжают домой, и следующий турнир у них уже бои 13-14 декабря в Китае, где мы также привозим нашу команду небольшую из России. Там будет такой крупный международный турнир, 2 дня будет проходить, 12 профессиональный бокс. Да, профессиональный бокс. От нас будет 2 участников этого турнира: Хетак Мауравов и Таир Киликсаев, тяжеловесы. Там они такие полупрофессиональные бои. И еще Сослан Баев. Попадает опять справа Дзюн. Я прошу прощения, что перебил. Да, отлично, все правильно. Ну, знаете, великолепный поединок, мне очень нравится. Предыдущий бой мне понравился, а здесь не менее интересно. Соперники подобранные, слава богу, отлично. Да. Атаев не сдается, он постоянно идет вперед, но очень четко чувствует дистанцию Дзюн, встречает его, опережает и развивает свою атаку. И надо отдать должное Армену Атаеву, у него крепкий подбородок, он не один раз уже пропустил. Да. Бой-то 6-раундовый, да. Посмотрим. Насколько крепкий он. Да. Прекрасно вот это преимущество длинной дистанции сегодня реализовал Сармат Татаев. Да. Во втором матче. Уникальный средний вес, можно сказать, да, 1,93 м. Серьезно, да. Для среднего веса это уникальный рост. Но таких средних весов очень мало. Он даже выше, чем Мурат. Да, 2 сантиметра. Да. И он с каждым боем все лучше и лучше. Пропускает вот. и да, в смотрите, корпус, да, сейчас... и в голову от Атаева. Китайский боксер. Сейчас он все вернет, уже у Атаева уже нос разбит. Да. И смотрите, Атаев все тяжелее и тяжелее ему боксировать. Закачался чуть-чуть. Но тем не менее наступает вот, и атакует, и пропускает слева. Отлично слева. Жесткий размен ударами. Ну, этого можно было избежать. Дзюн сам устал. Знаете, очень высокий темп, надо отметить, что ребята выкладываются по полной. Для них реально психологическая нагрузка. Все-таки первый поединок, они хотят выступить хорошо и ярко. И тяжело. Соперник все-таки не китаец, соперник наш из России и очень опытный боксер. Очень опытный. Он больше года не боксировал, он был в армии, сейчас вернулся 3 месяца назад, вернулся из армии и подготовился, очень серьезно готовился к этому поединку. Смотрите, замечательное противостояние. Да, нисколько не сдается, идет вперед. Много промахивается. Но Дзюн уже подустал. Да. Наверное, еще и нервы сказываются, так как дебют
у китайского боксера. Да, смотрите, он стал серьезно. А мы ждем 4-й раунд. Слишком резво начал. Ведь он по технике его гораздо лучше. Он очень техничный. Все-таки школа, хоть китайская, немножко отличается от российской, но они развивают именно больше любительскую пока бокс, и, соответственно, любительская школа бокса больше превалирует. Раунд 4. 4-й раунд. У нас 4-й раунд и попадает апперкотом зажимает в углу Тайву. Абсолютно бескомпромиссное противостояние у нас российской и китайской школы бокса. Да, восстановился Цзюньцзюн, уже не такой уставший, как в 3-м раунде, второе дыхание открылось. Все равно китайская школа немножко, чуть-чуть они там побаиваются, конечно. Они в Китае русских считают очень сильным. И мне кажется, не только в Китае русских считают очень сильным, ребят. Ну да, но вот я спрашивал у китайцев, что вы вот взяли из России, такое, что у вас нет, вот как раз вот силу русскую, русский дух, ну российский, можно сказать, дух, потому что у нас многонациональная страна. Да. Того, что у нас нет. То есть вот говорят, русские это очень сильно. И попадает справа. Да, как вы правильно отметили, открылось второе дыхание у китайского боксера, как мне кажется, а у Армена продолжается кровотечение из носа. Постарался китайский боксер. И надо свой бой найти. Вот еще раз попадание. Да. Немножко тактически он выстроил бой неправильно, но опять-таки вот дебютные бои, они очень сложные. Именно на такой профессиональной арене с большим количеством зрителей и из-за границы. Это еще дополнительно сказывается. И благодаря телекомпании Аристон этот турнир сейчас в прямом эфире смотрит в Китае. И для него это тоже важно. Наверное, родные его и близкие, и начальство на него смотрит. Компартия следит. Все серьезно. Да, все ли хорошо. Правильно ли расходуются китайские деньги. То есть он параллельно в бою еще думает, стоит ли возвращаться в Китай обратно или нет, зависит от результата. Не, вернуться в Китай в любом случае вернется, да, но где-то они думают, да. И попадает под занавес. Вчера был прямой эфир на Аристон, да, была программа, в такой спортивной программе он участвовал, его попросили показать несколько приемов из борьбы тайцзюань. И он отказался. Да, он сказал, типа, ну, во-первых, я боксер, а не ушуист, а во-вторых, могут неправильно интерпретировать, могут подумать, что я там какие-то секреты этой техники. Ну, в общем, это возвращаясь к Компартии, да? Да, это возвращаясь к тем отношениям, которые в Китае. Там Китай, конечно, очень такая серьезная страна, серьезная экономика, но отношения там такие еще коммунистические, где-то капиталистические. Ну, прекрасный поединок, тяжелый для обоих сторон. Армен выдерживает эту нагрузку, и Цзюньцзюн, ну, также где-то подустает, но в любом случае в концовке 3-го раунда он выглядел, может быть, не так хорошо, но вот 4-й раунд выиграл, 1-й токдаун он выиграл, 2-й тоже очень ярко. Ну, мне кажется, соперники уже подстроились под друг друга, как-то
сумели чуть прочитать и попроще, мне кажется. Чем дальше бой, как ни удивительно, тем интереснее это все. Вот. И продышались уже, и очень хорошо начали пятый раунд. Вот он поймал уже свой бокс, он уже стало получаться. Уже руки опустил, начинает уже играть, показывать свое преимущество. Молодец. Не уступает Армен, пытается навязать свой бокс. Большой свинг. Уже не получается у него. Армен реально устал, он уже такой нагрузки. Уже и проваливает его китаец чаще и чаще. Очень интересный поединок. Учитывая, конечно, что еще и дебют у китайского спортсмена. Хорошо он справился и с психологическим давлением. Вообще культура наша здесь, российская, китайская, очень сильно отличается. И восприятие их нас, я думаю, и в принципе здесь как-то у них это все по-другому. Ну да, конечно, менталитет другой, воспитание другое, вообще мышление где-то другое. Но они подстроились уже под Осетию, им уже нравится. И вообще тут многие уже за своих считают. Мне, вот, вчера мы ехали с их тренером Аланом Чеховым, из группы Виталия Константиновича. В углу кто у него? Да, и он рассказывает о том, что встречает людей, которые на рынке там работают, они живут возле рынка. И они все у него спрашивают, ну как там твои китайцы? Говорят, вот боксировать будет, ну желает им победы. То есть они не спрашивают, как у тебя там ребята осетины, они спрашивают уже про китайцев. То есть, ну, знаете, они чем отличаются в положительном плане от нас? Они очень позитивные ребята, вот, постоянно четвером на позитиве улыбаются, шутят, уже начали по-русски говорить немножко, вот, по-осетински что-то пытаются. Единственное, они букву «Р» не выговаривают, да, и роторазма у них не получается. Ну, я думаю, если китайцы этого не будут говорить, немного мы потеряем. Сейчас все чаще и чаще иротаражно бывает. Так что я думаю, насытились уже, в принципе, все в интернете иротаражно. А у нас вот продолжается бой. Ну, насытились, не насытились, но для России это уже бренд. Знаете, это удивительно. Ко мне подходят, очень много меня журналистов знает. И, конечно, это связано прежде всего с Муратом. И в окончании они всегда говорят, вот, если про Мурата говорит, иротаражно. А мне очень понравилось, когда был финальный бой суперсерии Мурата и Александра Усика, и в промо-видео в Олимпийском показывает, Мурат говорит, иротаражма и субтитры «Россия вперед». Я думаю, тонко. Я говорю, слава богу, что так написали. Ну, да, это суперсерия, она делала это ролик. И Мурата попросили дать лозунг какой-нибудь, вот он говорит, скажи «Россия вперед». Мурат сказал «Иротаражма». Они подписали, они же не понимают русского, писали «Россия вперед». Как раз да. Вот и Мурата показывает. Ну, что касается будущего карьеры Мурата, у него большие возможности. Единственное, вот эта вот травма, серьезная очень травма. Были подшиты 2 связки, и в течение 3 месяцев он будет носить повязку, и только после 3 месяцев он снимет. Сейчас он делает прогулки, но он не может, соответственно, бегать, серьезных физических нагрузок принимать не может, только вот немножко руку разрабатывает. После 3 месяцев, когда повязку снимет, уже начнется подготовка. Соответственно, через 3 месяца только можно говорить, ну, насколько проверим, насколько рука зажила, какая дальше карьера. Но не раньше, я думаю, чем 6 месяцев следующий бой. Может быть, даже чуть позже. Дай бог скорейшего восстановления Мурата. Его возвращение ждет очень много поклонников бокса по всей стране. Все, явное преимущество уже Дзюнзюна. Если бы не стойкость Армена Атаева и не российская школа бокса, он уже давно бы лежал уже на нокауте. Да.
Удара не хватает. Вот есть у нас удар, а у китайцев с этим не всегда хорошо. Предыдущий, конечно, пацан был классный. Да, он резкий, а уронить все равно. Ну да, один нокдаун был, и то такой флеш, можно сказать. Алексей, пользуясь авторитетом вашим как организатор, я вас прошу попросить углы все-таки выслушать, потому что постоянно спотыкаются боксеры. Хорошо. Хорошо. Сейчас я, конечно, сюда в эфир, если буду говорить, они не услышат, но потом мы это постараемся исправить. А ты уже не первый раз подсказываешь. Там еще это чреватый разрывом связок на колене, так что не дай бог. Не сдается Армен, молодец, до конца выкладываешься. Да, молодец, но все-таки китаец вот уже почувствовал себя, волнение ушло, он вошел в свой ритм, и все у него уже начало гораздо лучше получаться. Да, и дыхание выровнялось, хотя казалось, он выдыхается. Я, честно говоря, вот первый раунд увидел, я немножко удивился. Он гораздо лучше вел себя на спаррингах, он отличный подготовительный бой провел в Схинвал, и в Китае мы его смотрели, он так классно боксер. А здесь, сейчас уже и руки опускал несколько раз, и мастерство защиты показывает, то есть он обрел уверенность. Корпус немножко. Да. И к сожалению, нет у нас времени, сколько осталось до конца раунда. Чуть-чуть. Вот слышите, китайские болельщики кричат. Да. Тут оказалось 5 студентов учатся в САГУ. И еще один китаец готовит прекрасную утку по-пекински в ресторане Дендрарию. Невероятно. И вчера они все пришли на взвешивание, и сегодня они здесь болеют, и больше всех кричат. Ночью бой завершился. Тут дождемся судейского решения, но, на мой взгляд, конечно, Дзюн победил. Тяжелый поединок, серьезная проверка, дебют пройден. И в следующем бою, дай бог, без травм бой закончил. Следующий бой пройдет либо 13, либо 14 октября. Вот доволен. Совсем скоро, через месяц, да? Да, через месяц. Вот я обратил внимание, что очень много на вечере бокса, даже не молодежи, а детей. Огромный рост популярности бокса мы наблюдаем. Я сам вице-президент Федерации бокса Северной Осетии. Вот, я смотрю, прям детей постоянно в кадре показывают. С малых лет приучают к боксу. Любить единоборство для мальчиков очень важно. Для мальчиков пройти школу бокса, борьбы и какого-то либо контактного вида спорта тоже очень важно. Не каждый, конечно, должен идти по пути профессионального боксера. Не у каждого, может, это получается, но для того, чтобы проверить себя, закалить свой характер и доказать, что ты мужчина, я думаю, хотя бы год провести в школе бокса, на тренировке по боксу нужно каждому мальчишке. Я не рекомендую это, честно скажу, девочкам, несмотря на то, что женский бокс развивается, я не сторонник его. Пускай на меня обижаются все, но вот я знаю просто тех девушек, которые начинали боксировать, и потом они меньше походят. Да, вы были правы, Алексей. Все честно, все справедливо, Дзюн побеждает. С чем вы поздравляем, вас поздравляем с удачным дебютом вашего спортсмена. Спасибо большое. Да, Дзюн побеждает. И очередная победа не только китайского бокса, но и осетинского бокса, потому что Виталий Константинович уже так где-то близко поранился с ним. Вручает призы руководитель Северо-Осетинского отделения Сбербанка Амиран Левицкий. Оба боксера награждаются специально учрежденными организаторами данного вечера бокса денежными призами. А наш осетинский китаец по уже сложившейся традиции награждается кавказской папахой и серебряным. Я предлагаю ставки, Алексей, скажет он и изображением Святого Георгия. Ваши аплодисменты.
Нет. Буква «Р» не уговаривайся, у них получается Илаталатма. Хэй Цзюньцзю, Китай-Осетия. Ваши аплодисменты, уважаемые друзья. И спасибо Амирану Левицкому за внимание к нашему вечеру бокса. Я поздравляю тебя с этим удачным дебютом. Расскажи, как складывался этот бой, что получилось, что нет. 特别舒服，打完特别的舒服，真的舒服。因为 я сейчас чувствую себя очень комфортно, наконец-то закончился бой. 在我们国内业余拳击里面是没有这种激情的对抗的，这里给了我这种感觉。 В любительском боксе в Китае, когда я боксировал, не было вот такого чувства близкого боя, не было такой силовой нагрузки, как здесь. Мне очень понравилось. Оцените соперника, пожалуйста. 我的对手，实力真的很强，然后他今天的表现也特别棒，他可能还差一点就是距离上面的处理啊，然后就是一些小的东西吧。 Очень хороший соперник, очень силовой, сильные удары, я это все почувствовал. Вот. Но, наверное, чуть-чуть какая-то разница все-таки, наверное, есть в уровне, да. И если вот, да, рассматривать бой, то где-то ему нужно, наверное, подтянуть дистанцию, да, когда он, да, дистанцию от меня, от боксера, да, то есть. С удачным дебютом и новых побед. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Итак, уважаемые друзья, после музыкальной паузы вновь переключаемся на профессиональный бокс. Пятый бой. Весовая категория до 57,2 килограммов. Полулегкий вес. Регламент боя 6 раундов по 3 минуты. Рефери поединка Андрей Соловьев, Ростов-на-Дону. Судьи ринга Михаил Сахарян, Владимир Сланов, Алик Тидеев. И в синий угол ринга приглашается боксер из России, Кабардино-Балкарской республики, город Нальчик, Рамзан Магомаев. И у нас пятая пара вечера, весовая полулегкий вес, весовая категория до 57 килограмм 200 грамм. Алексей Васильев по-прежнему с нами, так что мы можем рассчитывать экспертное мнение. Рамзан Магомаев живет и тренируется в Нальчике, но сам родом он из Грозного. И это достаточно такой дерзкий боец, который опустился на категорию ниже. Он вообще боксировал 61 килограмма. Здесь даже на 2 здесь до 68 килограммов, да? Ну, чуть-чуть он вес не сделал, точнее, вот сначала на встречаем аплодисментами Рамзан Магомаев, Россия, город Нальчик. Но потом через 2 часа пришел и в красный угол ринга уже был. Приглашается боксер из Китая, провинция Гуйчжоу, чтобы и шоу не срывалось, и бой. Ланхай. А это еще один представитель китайской команды, да? Да, это Сяо Ланхай. Его здесь в Осетии называют Мэнни, в честь Мэнни Пакьяо. Он немножко на него походит внешне и походит тем стилем боксерским, который он проповедует на ринге. Боксер из Китая, молодой парень, 22 года, это его дебют, так же, как и его одноклубников, соотечественников из Китая. Рамзан Магомаев, 1 бой, 1 поражение. Я правильно все понимаю? Да. Значит, Рамзан Магомаев, кстати, свою карьеру начал профессиональную тоже во Владикавказе.
он провел поединок с Асланом Баевым в категории 63,5 килограмма. То есть он достаточно крупный. И с Асланом он проиграл. Был очень интересный зрелищный поединок. Первый раунд он выиграл, а во втором раунде получил сильное рассечение и в связи с невозможностью продолжать бой досрочно проиграл. Но очень яркий боец, и для китайского спортсмена еще, очередного китайского спортсмена, очередной тест. Как говорится в России, наверное, и в Осетии также, легких путей мы не ищем. Горячий кавказский характер сейчас будет противостоять китайскому хладнокровию и выдержке. И дисциплине. И дисциплине китайской, безусловно. Чем-то на Мэнни Пакьяо похож. Молодого Мэнни Пакьяо. Молодого, одного роста соперники. Длины рук у нас, к сожалению, нет информации этой. Сосредоточен Виталий Константинович Сланов, наш прославленный тренер. А тут кто-то ведет прямую трансляцию в Инстаграм, я чувствую. Очень популярно сейчас вести прямые трансляции в Инстаграм. Я думаю, сейчас несколько человек это делают. И поэтому... Но лучше всего смотреть на телеканале Рестон, потому что либо одна камера с телефона, либо вот 6 камер работает здесь, и комментаторы в том числе немножко что-то знают, в боксе разбираются, помогают людям это усвоить. Ну что ж, посмотрим. Вы в нашем комментаторском дуэте, Алексей. Да. Любопытно посмотреть еще одного представителя Китая, которого переучивают профессиональному боксу в России, непосредственно в Северной Осетии. Тем, кто только что включил телеканал Рестон, это уже третий представитель Китая, который прошел сбор в Северной Осетии, в городе Владикавказе, в боксерском клубе «Ариана» под руководством Виталия Сланова. И сейчас китайский боксер Сяо Ланхай в атаке. Как сказал Алексей Васильев, и по стилю, и внешне напоминает легендарного, не побоюсь этого слова, боксера с Филиппин Мэнни Пакьяо. Посмотрим, сможет ли он оправдать такое сходство. Ну, да, вот, будем смотреть, но смотрите, вот он, по скорости он опережает, по серийности, и вообще Рамзану даже нечего ответить. Да, на зажимает это. в углу. Удивительно. Это просто иногда. удивительно. Я не ожидал такой концовки и такой быстрой развязки. Ну, то есть с того, что вы рассказали о том, как Рамзан подходил к бою, может быть, сгонка веса такая жесткая сказывается? Ну, может быть, но это, конечно, чуть-чуть его ослабило, но смотрите, как Мэнни себя ведет. Уж я, простите, я его по-нашему называю. Запирает его, все, выкидывает полотенце. Полотенце выкинуто, досрочная победа и яркая победа. Первая досрочная победа китайского спортсмена на осетинской земле. Отлично. А думали мы, нет удара у китайцев, а оказывается. Да. Все есть. После осетинских пирогов, я думаю, у многих он появляется. Да, это секрет успеха, судя по всему, местных спортсменов. Повторюсь, приехал кубинец, тоже, может быть, немножко не бьющий, но быстрый и высокий такой, он в полутяжелом весе пока выступает, но, наверное, в первый тяжелый вес перейдет. И вот осетинских пирогов наесться, ну, точно тяжелый вес перейдет. Ну, с точки зрения диетологии, да, это такой спорный продукт. Особенно для профессионального спортсмена. Хотя Мурат Гасиев в каждом интервью говорит, что моя любимая еда – это осетинский пирог с картошкой. Он же картофчин. Да. К сожалению, неудачно. Мне нравится с травой, я всем рекомендую. Он же сахародин. Неудачно, к сожалению, складывается для Рамзана Магомаева его второй бой. Хочется пожелать этому молодому спортсмену удачи в будущем. И побед дальнейших. Все-таки наш соотечественник. И так вот он готовился и, к сожалению, в первом раунде проиграл. А мы поздравляем боксера из Китая с такой яркой, убедительной победой. И также ему желаем больших успехов в будущем. Оправдал он сходство с Мэнни Пакьяо. Да. Такие же мощные ноги, как у Пакьяо, я смотрю. Да, не дал даже полюбоваться. Победу одержал Сяо Ланхай!
Чувствуется, Алексей, ваш опыт спортивного функционера и, если это правильно можно сказать, селекционера. Настоящий талант вы привезли из Китая с Виталием Константиновичем, а вручает призы, это ректор Северо-Осетинского государственного университета Огоев Алан Узмагович. Награждается Рамзан Магомаев. Россия, город Начи. Подобные люди, которые вручают призы, и представитель банковского сектора и образования Осетинского. Вот, конечно, хочется развития видеть не только в Осетии, во всей стране, не только спорта, но и образование, чтобы наша молодежь вообще развивалась органично, гармонично и по всем фронтам. Не только спортом, но и также вручается Кавказская пахара, так как он уже сторожил на Кавказе. Обязательно будут. И под ваши аплодисменты, уважаемые друзья, бокс в этом даже может кому-то будет помогать, потому что мало быть хорошим спортсменом, нужно быть еще, конечно, хорошим человеком, и образование очень сильно помогает развиваться и развивать мышление. И посмотрите, вот насколько Мурат хорошо говорит, хорошо выступает. Это не просто так. Он не просто боксирует, он еще и учится. Он в настоящий момент переводится, кстати говоря, из Челябинского, из Южноуральского университета физической культуры в САГУ. И будет заканчивать, учиться в САГУ и будет получать, обучаться, получать диплом магистра тоже в САГУ. Профессиональный рекорд. Хетак Маурав проводит свой второй профессиональный бой. Парень с хорошим ударом. Цитата от директора Урал Бокс Промоушен Алексея Васильева. Первый бой закончил он досрочно. И, возможно, и второй закончит досрочно. Боксер из Камеруна мощный камерунец. Не знаю, по какой причине не хотел выходить на бой. Может, вот такой, так устрашающий, угрожающий действует на своих соперников Хетак Маурав. Ну, удачи боксерам. Думаю, нас ждет яркий бой. Так как начало нашего боксерского турнира это были легковесы, сейчас мы видим первый тяжелый вес. Большие парни в ринге. Они могут ударить и могут ударить очень сильно. На отходе работает боец из Камеруна, Оливер Миконго. Чек-хук. Такой вот удар нанес сейчас Хетак Маурав. Потихоньку прессингует. Размашисто идет вперед камерунец. Пытается без подготовки с дальней руки. Уходит от правого прямого Хетага и пропускает. Мощный джеб от Хетага. Промахивается правым кроссом. И запирает в углу своего соперника Хетаг. Успешно выходит из угла камерунец. Начинает бомбардировку Хетаг. Не может найти свою дистанцию камерунец, как-то все по воздуху пока. Что-то на ногах как-то он стоит неуверенно. Интересно, в чем причина. Обрабатывает корпус Хетаг и становится на одно колено камерунец. Есть у меня ощущение, что не хочет он продолжать этот бой. Напоминает это поведение Сани Листона в бою с Мухаммедом Али, когда Мухаммед кричал ему: «Вставай, я даже не попал по тебе». Это такой грубый перевод на русский. И судья Сафарян останавливает этот поединок. Ликует владикавказская публика. Победа Хетага Маурава досрочно. Неоднозначный поединок, надо признать. Но, я думаю, стоит ответить бакенбарды камерунского боксера. Явно подготовился. Вот. Как минимум выйти в ринг. Вот такой быстрый был у нас поединок. Вот это была 6-я пара нашего турнира.
На очереди у нас боец из Китая Лю Пинг и боец из Грузии Мишико Шубитидзе. Мы ждем официального объявления результата боя. Победа досрочно. Не знаю, ввиду сдачи, либо это будет технический нокаут. Но, мягко говоря, странно повел себя камерунский боец. А это осетинские любители бокса. Напомню, данный турнир проходит на замечательной площадке ресторана «Дендрариум». Менеджер чемпиона мира небом, Мурата рядом с заповедником Дендрарий. Самый-самый свежий воздух в Владикавказе именно здесь. Может, не заклиматило камерунца, не знаю. Но самое главное, наш боксер одержал уверенную победу. На ваших экранах был прославленный армрестлер, рукоборец Алан Караев, многократный чемпион мира по армрестлингу. Какая-то недосказанность в этом бою. Думаю, не только я это заметил. Рефери остановил бой на 1 минуте 45 секунде первого раунда и зафиксировал победу техническим нокаутом. Хетага Маурауа, Россия, город Владикавказ. Ваши аплодисменты, уважаемые друзья. Молодец, Хетаг. Пожелаем ему удачи в дальнейшем. Денежными призами. И больше ярких побед, и всего самого наилучшего нашего молодого боксера. Агросоюз стандарт Валерий Тибилов. Под ваши аплодисменты, уважаемые друзья. Фотография на память. И под ваши... Не переключайтесь, мы переходим на небольшую рекламную паузу. Уважаемые друзья, и в синий угол ринга добро пожаловать боксер из Грузии Мишико Шубитидзе. Грузия. 36-й бой у Мишико. Опытнейший Мишико в ринге. Синий угол. И в ринг выходит Лю Пинг. Фамилия произносится как Пин. Так что заранее прошу прощения у китайского боксера за то, что назвал его Пинг. Судя по всему, острый перчик этот парень, раз он выходит под легендарный Red Hot Chili Peppers. He can't stop. He just can't do it. Как ранее рассказывал нам директор промоутерской компании «Урал Бокс Промоушен» Алексей Васильев, 4 боксера из Китая провели тренировочный сбор в преддверии своего боксерского дебюта на профессиональном ринге в Владикавказе. Вот. И пока что все трое держали победу. Посмотрим, как выступит Лю Пин. Пожелаем боксерам удачи. Есть информация, что Пина еще и называют Пин-Пин. Видимо, что-то это значит хорошее на китайском языке. Профессиональный рекорд. 35 боев, 20 побед при 12 поражениях и 3 ничьих. Мишико Шубитидзе, Грузия. Уважаемые друзья, представляем боксера красного угла Лю
Пин, Китай, провинция Гуйчжоу. Из провинции Гуанчжоу, как говорит Рона. 70 сантиметров. Официальный вес 54,8 килограмма. Боксер из Грузии немного выше, не моложе, что примечательно, хотя и гораздо опытнее. Не буду лукавить, не знаю истории любительской карьеры китайского боксера, но будем надеяться, что нас ждет интересный 6-раундовый бой. Боксеры в ринге, все готово к началу. И гонг сейчас прозвучит. Первый раунд. Раунд 1. Размашистый правый от грузина. Прямой в корпус от Люпина. Начинает с прессинга Пин. Пока все в блок. Удачно закрывается грузинский боксер. Запирает его в углу и обрушивает град ударов китайский боксер на своего грузинского оппонента. Не дает даже опустить ему руки и выйти из блока. Такой вот агрессивный, бескомпромиссный китайский бокс с осетинским оттенком боксерского клуба «Ариана». Продолжает поддавливать китаец, пробивает в корпус по печени. Джеб от грузинского боксера Мишико пропускает с правой. Промахивается также с правой размашисто дважды. Навязывает свой бокс китайский боксер. Работает как в корпус, так и в голову. Очень разнообразно, агрессивно. Опять запирает его по канату. У меня такое ощущение, сейчас остановит бой. Так и есть. Вот такая еще одна быстрая победа от китайского боксера на турнире международном «Ариана Бокс». Вот так вот Мишико. Для Мишико закончился этот бой. Вот так вот. Даже не знаю, что и сказать. Не успели еще даже все зрители занять свои места, как бой закончился. Ну, а у нас остается две пары, в обеих из которых будут представители этноосетинской школы бокса. Следующий бой будет наш молодой перспективный проспект Алан Хугаев из Владикавказа, которому 19 лет. Вот. Я перехожу к следующей паре, потому что в этой как вроде все. Для награждения в ринг приглашаются и без моих комментариев. Мурат Ирон Гасиев. На награждение позвали Мурата Ирона Гасиева. Кстати, не знаю, стоит ли говорить, что он... Также для награждения в ринг приглашается. Мне кажется, это так все уже знают. Не жалеют нашего чемпиона и даже с перевязкой просят выйти и поздравить боксера. Костенко Сергей Васильевич. Ваши аплодисменты, уважаемые друзья. Он уже даже успел сфотографироваться у нас с победителем. Точнее, победитель успел сфотографироваться с ним. Молодец, говорит ему Мурат. Да, быстро закончился этот бой. И говорить тут особо и нечего. Вы все видели сами. Уважаемые друзья, рефери остановил поединок на 1 минуте 39 секунде первого раунда и зафиксировал победу за 1 техническим минуту нокаутом. 35 секунд расправился со своим оппонентом в своем дебютном поединке Люпин, с чем мы его и поздравляем. Чувствую, еще одна белая папаха уезжает в Китай. Оба боксера награждаются денежными призами.
награждается Мишико Шубикидзе, Грузия, город Гори. И награждается победитель данного поединка Лю Пинг, Китай. Также Лю Пингу вручается традиционная кавказская папаха и медальон с изображением святого Георгия. С легкостью справляется. Друзья, я думаю, что Лю Пинга ждет теперь космическая карьера, так как его поздравил и наградил сам Мурат Кировгасик. Аплодисменты! И в синий угол ринга добро пожаловать боксер из Грузии, города Гори, Торнике Канделаки. И 8-я пара. Co-main event. На ринг готовится выйти боксер из синего угла Торнике Канделаки. 23 года Торнике, 6 побед, 3 поражения. Чемпион Грузии. Температура за пределами ринга падает, но в ринге страсти накаляются. В преддверии главного события вечера. Бой тяжеловесов Таира Келихсаева и Игоря Зверя Пилипенко. Ну а тем временем Алан Хугаев готовится выйти в ринг. Алан Хугаев. Под ваши аплодисменты, уважаемые друзья, Алан Хугаев. И в какую точку сердце стремится гордо в его груди, словно кулак. Алану 19 лет, рост его 1,79 м, 4 боя, 4 победы. Призер первенства России, лучший боксер чемпионата РСО Алании. Представляет клуб «Ариана», тренируется под руководством Алика Тидеева и Виталия Сланова. Пожелаем боксерам удачи, молодые ребята, 19 лет и 23 года. Думаю, нас ждет яркий поединок. Вес боксеров 63 килограмма. Торнике Канделаки, Грузия. Супер лайтвейт. Первый легкий вес. Алан Хугаев, Россия, город Владикавказ. Ему 19 лет, рост 179 сантиметров, официальный вес 63,5 килограммов. Профессиональный рекорд 4 боя, 4 победы, в том числе 2 победы нокаутом и ни одного поражения. Является призером первенства России среди юношей. Лучший боксер чемпионата республики 2017 года. Представляет боксерский клуб «Ариана». Тренируется под руководством заслуженного тренера России и Южной Осетии Виталия Сланова и Алика Тидеева. Алан Хугаев, Известный специалист Сафарян. Ну, а у нас начинается поединок. Ну что, удачи нашему боксеру Алану Хугаеву. И гонг. Первый раунд.
Выше Алан своего соперника. Собран, начинает бой. Проверка джебом. Пока все в блок у обоих боксеров. Так называемая разведка. Алан в красных шортах, его оппонент в синих. Грузинский боксер Мишико. Торнике Канделаки. Нет, Торнике Канделаки никак не доводится Тини Канделаки, так что, если вы успели об этом подумать, перестаньте об этом думать. Тем временем Алан пробивает жесткий джеб. И еще один джеб, и еще пробивает, и добавляет правую руку. Хороший левый хук. Призывает к активным действиям Алан своего соперника. Блокирует правый кросс. И еще раз блокирует. Хорошо работает в защите Алан. Хочу напомнить зрителям, что бокс – это искусство защиты, так что не стоит этого забывать. Часто люди хотят видеть только атаку. Но также хочу напомнить, что the best of the defense is offense. Что касается и защиты, что и лучшая защита – это нападение. Вот. Активно начали бой боксеры. Пока мы не видим чистых попаданий. Серия промахов с двух сторон. Очень интересный боксер Алан Хугаев. Кстати, несмотря на столь юный возраст и свою недолгую карьеру на сегодняшний день, он уже дрался на больших аренах. Он дрался в андеркарде Мурата Гасиева. В полуфинале суперсерии боксерской в Сочи, когда Мурат одолел юниора Дортикуса, Алан дрался в предварительных боях. Так что у Алана есть уже опыт проведения боев на большой арене, где его поддерживал у него была очень большая поддержка из сети, так что пропускает Алан справа. Но все нипочем. Завершается у нас первый раунд. Вот, очень хорошо организовано, стоит отметить данное мероприятие. Арена ресторана Дендраріум битком. Нет свободных мест, можно сказать. Некому негде упасть. Кстати, Мишико внимательно снимает на камеру своего соотечественника из Грузии. Вот. Может, из-за этого он так быстро закончил свой бой, чтобы успеть все снять. Наверное, это прямой эфир в Инстаграме у него. Тем временем Мишико собирает лайки. У нас второй раунд этого четырехраундового боя. В легком весе до 63,5 килограмм. Не было особо активных действий с обоих сторон. Прощупали друг друга соперниками, но более агрессивно начинает Алан второй раунд. Начинает атаку с джебом. Все как по книжке. Собрано действует Алан. Еще один жесткий джеб и добавляет правую руку потихоньку. В лучших традициях Владимира Кличко, выдающегося тяжеловеса современности, который мог выиграть добрую половину боя только за счет удара передней рукой, который называется джеб. Очень эффективный удар, как нам говорил
рассказывал Аслан Кузаев в начале этого вечера бокса. Вот, и Алан очень успешно пользуется им. Хорошо с левой попадает Алан. Апперкот и добавляет левую руку. Удары грузинского боксера все приходятся по защите Алана. Все видит, все зрячий. Можно сказать, Алан хорошо контролирует бой. Продолжает набрасывать левой рукой. Джеб по печени. Возможно, в меню осетинских ресторанов появится печень по-хугаевски, кто знает. Хорошо справа. Поддерживает осетинская публика Алана. Все говорят: давай, давай, давай. По печени еще один удар в корпус от Алана. Хочется отметить, что представители боксерской школы Ариана всегда очень хорошо работают по корпусу. Занимает центр ринга Алан. Ну, несмотря на то, что идет всего второй раунд, ну, можно сказать, идет он под диктовку бой Алана Хугаева. Попадает коротким хуком. Левым добавляет правый прямой. На отходе хорошо работает джебом. Серия от Алана по защите. Незаметно пролетел второй раунд. Next episode by Snoop Dogg and Dr. Dre. Любят в Владикавказе рэп-музыку. Перевалил экватор данный бой, и нас ждет третий раунд. Напомню, это 4-раундовый бой. Боксеры готовы. И третий раунд. Агрессивно начинает Алан. Опять набрасывает джеб. И добавляет по корпусу, по печени левой рукой. Правый кросс. Не дает расслабиться своим джебом Алан. Добавляет хорошо правую руку. Более агрессивно начинает третий раунд Алан. Думаю, продышался он хорошо. И 4-раундовый бой, думаю, такого уровня боксера, как Алан, позволит выложиться в всех 4 раундах хорошо и побоксировать, как говорится, от души. Думаю, Алан покажет нам еще 2 раунда хорошего бокса. Как я говорил, проходит он под диктовку Алана Хугаева, добавляет под печень. Все удары грузинского боксера приходятся в блок. Алан контролирует хорошо бой и переходит в наступление. Хорошее попадание слева от Алана. Интересно, сможет ли он отправить соперника в нокдаун ударом по печени. Выцеливает потихоньку он печень. Хороший апперкот между рук проходит у Алана. Возвращает печень грузинский боксер. Кажется, немного зацепил его Алан.
Было бы неплохо Алану попробовать работать более комбинационно, набрасывать побольше ударов, хорошо проходит правый хук. И Алан начинает клинч. Не начинает. Хороший левый хук, короткий. Как кошка лапой попадает ему. Добавляет на плечи, мне кажется, попал. И так начинает бомбардировка Алана. Спасается в клинче грузинский боксер. Еще раз по печени. Достал он все-таки по печени грузинского боксера и продолжает наносить жесткие удары. Еще по печени. Начинает комбинационно разбивать своего соперника. Замечательный боксерский проспект Алан Хугаев. Думаю, ждет его большое будущее. Но не буду забегать вперед, бой еще не окончен. И раунд 3 закончился у нас. Очень интересный раунд показал Алан Хугаев. Ждем с нетерпением 4-го раунда. Еще раз скажу, что замечательно организован турнир, публика в восторге. Всем нравится, я отсюда с комментаторской кабинки вижу реакцию публики, все очень довольны. Почаще бы такие турниры в Осетии. И заключительный финальный раунд нашего 4-раундового поединка между Аланом Хугаевым и Торники Кандалаги. Мне кажется, был близок к завершению боя Алан в 3-м раунде. Посмотрим, сможет ли развить свой успех так же, как и в 3-м, в 4-м раунде. Он заключительном. Что он, собственно говоря, и делает. Хорошо видит удары соперника, блокирует их. Алан не забывает о защите. Молодец, не бросается в атаку. И еще добавляет по печени. Набил шишку, по-моему, грузинскому боксеру уже на лбу от своих джебов. Хорошо бы Алану выложиться сейчас в заключительном раунде и показать, как говорится, все, на что он способен. Оставить всего себя в ринге. Но Торники Кандалаги не планируют отступать, как мы видим. Хороший джеб от Алана. Добавляет по печени. Продолжает бомбардировку джебом. Правый хук по голове от Алана и комбинация из нескольких хуков. Продолжает Алан выцеливать по печени. Хочется верить, что ждет его успех после этих атак в корпус. Думаю, около минуты остается до завершения данного поединка. Работают на ближней дистанции боксеры. Пытается вязать Торники Кандалаги, но ничего не получается. Очень интересный бой.
серийно работает Алан на своей комбинации, но пока все в блок. Стоит отметить защиту обоих боксеров. Очень хорошо работают они в защите. Вот. И под гонгом попадает еще одним левым хуком Алан. Ждем решения судей, посмотрим, какой вердикт они вынесут. Для награждения в ринг приглашаются Олег Мауралов и чемпион мира по боксу среди молодежи по версии IBF Сослан Тидеев. В ринг вышел Сослан Тидеев. Сослан должен был быть главным событием этого вечера. К сожалению, получил травму. И сейчас он вышел на награждение боксеров. Уважаемые друзья, пока боксеры снимают перчатки, я думаю, стоит наградить их порцией аплодисментов Алана Хугаева и Торнике Канделаки. Зрители сейчас ждет бескомпромиссный бой. Будет интервьюировать Мурата Гасиева. Прошу не переключаться. Уважаемые друзья, в этом бою судьи вынесли свое решение. Единогласным решением судей в данном поединке победу одержал Алан Хугаев. Россия, город Владикавказ, Республика Северная Осетия, Алания. Пятая победа в послужном списке Алана, представителя боксерского клуба «Ариана». Молодец, Алан. Поздравляю. Хорошо отказываться. Награждается Торнике Канделаки под ваши аплодисменты. И награждается победитель данного поединка Алан Хугаев. Его награждает одноклубник из боксерского клуба «Ариана», чемпион мира среди молодежи IBF Сослан Тидеев. Молодцы, ребята. Ваши аплодисменты, уважаемые друзья. Глядя на них, понимаешь, что у астинского бокса большое будущее и шикарное настоящее. Ну и, наконец-то, долгожданный гость, которого все мы сегодня хотели увидеть. Мурат Гасиев сегодня рядом с нами. Мурат, приветствую тебя. Здравствуйте. Ну, как тебе турнир в первую очередь? Турнир проходит на очень высоком уровне, отличные бои. Осталось дождаться главного поединка вечера. Самый запоминающийся поединок вот из этого? Первый китаец по прозвищу Джереми мне больше всего запомнился. Как самочувствие, как рука? Самочувствие отлично, настроение тоже, как всегда, отличное. Проходим курс восстановления. И, надеюсь, в скором будущем уже приступлю к тренировкам и порадуюсь своих болельщиков и земляков новыми победами. Все за тебя болеем, все переживаем, желаем тебе скорейшего выздоровления. Ну и сюрприз, наверное, для наших всех зрителей. Мурат будет комментировать сегодня один из матчей вместе с нашим комментатором Георгием Згоевым. Мурат, мы ждем тебя в комментаторской чуть позже. Спасибо тебе и хорошего бокса. Вам спасибо. Спасибо. Trick niggas in the head saying they think about it. I got the bitch by the bar trying to get a drink about it. She like my friend, she like my smile, she like the way I talk. She from the country, think she like me cause I'm from New York. I ain't that nigga trying to holler cause I want some head. I'm that nigga trying to holler cause I want some bread. I think it's how she perform when she in the bed. Bitch at that back, get your date and come and get a kid. Look baby, this is simple, you can't see. You fucking with me, you fucking with a P.I.M.P. И мы снова в эфире. Приветствую вас в городе воинской славы Владикавказе, Северная Осетия, Алания, в замечательном месте под названием Дендрариум. Назовем это Арена Дендрариум. Вот. И нас ждет мейн-ивент, в котором встретится Таир Келесаев и опытнейший боксер из Украины Игорь по кличке Зверь Пилипенко. Вот. И так как у нас главное событие вечера, к нам присоединяется наш прославленный боксер Мурат Ирон Гасиев. Мурат, добрый вечер. Добрый вечер, Георгий. Очень приятно. Мне тоже.
Вот, ну, Сергей Васильевич. Уважаемые дамы и господа, я с удовольствием Мурат, приглашаю как синего самочувствие? лидера. Самочувствие отличное. К сожалению, у меня травма. Не могу сам принимать участие в этом турнире. Приехал поболеть за своих одноклубников. И очень красивые бои проходят. Я доволен. Как тебе организация турнира вообще? Организация тоже проходит на высшем уровне. И в Осетии бокс, можно сказать, занимает одни из лидирующих позиций. Уверенно наступает на пятки нашему национальному виду спорта в борьбе. И я думаю, не за горами тот день, когда и бокс станет нашим национальным видом спорта. Благодаря твоим усилиям, твоим победам и многим молодым ребятам, которые показывают сегодня замечательный бокс. А на ринг выходит боец из синего угла Игорь, он же Зверь и он же Пилипенко. Ему 45 лет, более 40 профессиональных боев. Вот уж на самом деле тертый калач. Он видел все в этом ринге. И думаю, за пределами ринга он тоже видел немало. Да, Игорь опытнейший боксер. Мне самому приходилось с ним проводить 2 боя с Игорем. Очень неудобный, обученный. И я думаю, нас ждет очень конкурентный поединок сегодня. Таир Келексаев, вес его 105 килограмм, 188 сантиметров, рост. Молодой парень, 24 года, 3 боя, 3 победы. Представляет клуб «Ариана», тренируется под руководством Виталия Сланова, Алика Дидеева и Мирана Валиева. И, кстати, вот он сейчас выходит в ринг. Пожелаем Таиру удачи. Держим кулачки за него. Очень азиатинские мотивы выходят. Да. Таир уверенной походкой. Интересный знаменосец Таир впереди. Думаю, это какой-то удачи, Мурат. Что вы можете сказать? Конечно. Я хочу в первую очередь пожелать Таиру удачи, потому что соперник у него на самом деле, несмотря на возраст, на большое количество проигрышей, очень опасный, и ему нужно держать ухо востро. Да, удачи Таиру. Дамы и господа, представляем боксера синего угла. Игорь Пульман Пилипенко. Украина, город Запорожье. Боксеру 40 лет. Рост 192 сантиметра. Официальный вес 94,2 Итак, килограмма. главное событие этого вечера. Таир Келексаев, Игорь Пилипенко. Бой супертяжеловесов. Самая престижная весовая категория. Когда я проводил бой с Игорем, он тогда выступал в первом тяжелом весе. Видимо, стало тяжело гонять и решил поменять весовую категорию. Да и возраст уже не тот, чтобы гонять. Смотря на Таира, у него очень уверенный взгляд, и он настроен на победу. Официальный вес 160 килограммов. Профессиональный рекорд. Разница в возрасте, конечно, значительная. 3 поединка завершил нокаутом. Представляет боксерский клуб «Ариана». Тренируется под руководством... Как вообще проводишь время в Владикавказе, Мурат? Как проходит восстановление после операции? Буквально неделю назад снял швы. Сейчас прохожу курс восстановления. Работаю с физиотерапевтом. Проживаю обычные дни обычного парня. Провожу время с семьей, с племянниками. Гуляю с друзьями, дышу свежим воздухом и наслаждаюсь законным отпуском. Это замечательно. А у нас начинается первый раунд. Ну что, удачи Таиру. И начало первого раунда. Игорь начал очень активно. Да. Ой. Подскользнулся. Ну вот несколько раз, кстати, Алексею Васильеву я сказал это в эфире, что стоило бы протереть насухо эти углы, потому что это чревато и травмой. По-моему, кстати, он и травмировался. Да. Я думаю, в следующих поединках и боксерских шоу нужно менять настил ринга. Ну или как минимум швабру, которую они-то вытирают.
Ну, как бы забавно это не звучало, так оно и есть. Швабра даже несколько раз появлялась. И пропускает очень опасный удар Таир правой через ручку. Еще раз пропускает Таир. Нужно быть очень внимательным. Агрессивно начал украинский боксер этот бой. Чувствуется опыт. Но Таир собрано действует. И попадает ему с правой тяжеленным кроссом. Молодец. И у нас первый нокдаун. Очень плотный удар получился у Таира правой. Это серьезная заявка. Думаю, он его не отпустит. Постарается закончить бой. И опять пропускает Пилипенко. Тяжело ему сейчас приходится. Нужно восстановиться после таких тяжелых пропущенных ударов. Агрессивно начали боксеры этот бой. Без разведки. Да. Напомню, это 6-раундовый поединок, но что-то подсказывает, что все 6 раундов это все действие не продлится. Уж больно Таир заряжен на победу досрочно. Игорь старается держать его на дистанции, не подпускать. Проходит это с переменным успехом. Таир настроен и нацелен на один точный удар. По печени бьет Таир, промахивается с правой. Тяжело Игорю приходится уже открыть рот. Врубает правой рукой, но промахивается Таир. Я думаю, Таиру нужно просто начать боксировать через левую ручку, найти свою дистанцию и тогда уже свою сильнейшую. Не зацикливаться на одном ударе, да? Да. Закидывает мощный свинг Таир, но промахивается. Таир действующий чемпион республики по боксу. А вот номер 1 у нас боксер, любитель тяжеловес. 10 секунд до конца первого раунда. Опять Игорь пропустил правый, но через блок, но эти удары очень чувствительные. И боксеры уходят на перерыв. И второй раунд. Восстановился, по-моему, Игорь во время перерыва. Посмотрим, что ждет во втором раунде. Очень интересно было послушать, что подсказали обоим боксерам секунданты. Но нам, к сожалению, даже и не слышно нашей комментаторской кабинки. Попадает в печень, по-моему, Таир неплохо. Опять работает по корпусу. Очень активное начало второго раунда. Ну, Мурат, как считаешь, по-моему, не стоит, да, Таиру вот зарубаться и заходить вот в эти разменные удары? Просто он может выдохнуться. Нужно начать спокойно вести бой левой рукой, побоксировать, а тяжелый удар сам по себе придет. Тем более видно то, что Игорь пропустил джеб. Я думаю, он не станет продолжать. Нужна помощь доктора. Мощный джеб от Таира. А в супер тяжелом весе даже простой тычок очень ощутимый. Все, яркая победа нашего осетинского барса. Молодец, Таир. Поздравляем его.
Вот такая убедительная победа в главном бою этого вечера. Ну и хочу поздравить всех любителей бокса с замечательным международным турниром, который прошел во Владикавказе. Все было здорово. Мурат, большое тебе спасибо, что уделил время и прокомментировал главный бой вечера. Сейчас тебе предстоит награждать победителя этого турнира, и тебе успехов, скорейшего восстановления и удачи в дальнейшем. Георгий, спасибо большое. Я незамедлительно отправляюсь в ринг и награжу нашего победителя. И как говорил великий философ современности Шеннон Брикс, let's go, champ. Это был Мурат Гасиев. Несмотря на рождение боксеров, был заключительный бой вечера. Нас ждет интервью с победителем главного боя вечера. Также сейчас в ринг выйдет Мурат Гасиев награждать победителя. Так что не переключайтесь, оставайтесь на Эристон ТВ, в замечательном телеканале. А вот Мурат уже и в ринге. Президент государства Алания Бибилов также в ринге, Виталий Сланов. Хочется также поблагодарить Игоря Пилипенко, который, несмотря на возраст, отдает себя всего боксу. Победу одержал Таир Молодец, Келексаев! Думаю, у этого тяжеловеса большое будущее. Еще раз спасибо Игорю Пилипенко, который отдал всего себя в ринге сегодня. Удачи ему и успехов. Также заслуживает аплодисментов и награждается денежным призом. Глава государства Алания вручает денежный приз Таиру Келексаеву. Под ваши аплодисменты, уважаемые друзья! Владикавказ, регион 15, Евразия, Республика Алания, прошу внимания, скоро весь город раскачается под... И я с удовольствием предоставляю слово нашему уважаемому Анатолию Ильичу Бибилову, президенту государства Алания. Уважаемые друзья, но все мы стали очевидцами красивого, сильного, мощного финала, где победителем вышел в хорошем бою наш дорогой, родной брат Таир. Мы все его поздравляем от всей души. Те шаги, которые он делает, вселяют уверенность, что у нас очень много хороших боксеров, и среди них, наряду с нашим кумиром Муратом Гасиевым, растет Таир Келексаев и идет вперед. Не может это не радовать. Я поздравляю всех, и я думаю, что этот вечер удался. Я еще раз благодарю всех, которые были организаторами. Благодарю Виталия Константиновича за прекрасный вечер. И я думаю, что каждый из нас уйдет домой с полным сердцем счастья, радости и уверенности в том, что боксу в Осетии, в России быть. Я с удовольствием предоставляю слово Мурату Гасиеву. Спасибо, Ролан. Всем добрый вечер, или доброй ночи. В первую очередь поздравляю Таира с этой победой. И я желаю, чтобы в Осетии
как можно больше проходило таких турниров, потому что я верю в то, что у нас появятся еще чемпионы мира, олимпийский чемпион. И вот хочу еще кое-что сказать. Вот Роланд уже несколько раз назвал меня чемпионом мира. 21 июля 2018 года я проиграл 2 пояса, и на сегодняшний день я не являюсь чемпионом. Когда я верну свои... Не, дайте сказать. Нет, это не так. Я не являюсь чемпионом мира, потому что я проиграл, и когда я завоюю хотя бы 1 пояс, тогда можно меня называть чемпионом. Сейчас я не чемпион. Спасибо. Спасибо, Мурат. Наш чемпион мира Мори Гаси. Я предоставляю слово личному тренеру Мурата Гасиева, заслуженному тренеру России и Южной Осетии Сланову Виталию Константиновичу. Добрый вечер всем. В общем, большое спасибо всем, кто пришли, поддержали наших ребят. И большое спасибо людям, которые организовали, помогли нам организовать. Тамерлану Засееву большое спасибо за предоставление площадки, за помощь. Хочу сказать большое спасибо Евгению Ефремовичу Варштейну за поддержку, Алексею Васильеву огромное спасибо. Он приехал, бросил все дела, приехал и помогал нам бескорыстно. Леонид Каролинский вот прилетел с Америки, ему менеджер Мурата Гасиева, большое спасибо. Всем людям, которые помогали в организации этого вечера, это Анатолий Дианозович Маргиев, большое спасибо, он, к сожалению, не смог приехать. Сослан Битаров Ахсар Бегович, ему большое спасибо. И Олегу Мауравову. Ну и, конечно, Анатолий Ильич, несмотря на занятость, приехал, поддержал наших бойцов. Ну, ему огромное спасибо. Всего хорошего. Слово предоставляется победителю главного боя вечера Таиру Цаеву. Я думаю, мои слова тут уже будут излишни. Я просто хочу сказать всем спасибо большое. И организаторам, и всем присутствующим, кто сегодня пришел нас поддержать. Спасибо вам большое. Дарма был Мишу Жирный, Слово предоставляется Игорю Пилипенко, уважаемые друзья. Огромное спасибо, что болели. Мне очень понравился прием, встреча. Здесь я уже 2-й раз. С Муратом даже дважды боксировал, поэтому большое вам спасибо. Поздравляю. Кстати, Игорь Пилипенко, когда Мурат был совсем еще юный, провел 2 боя, 2 официальных боя с Муратом. Так что он герой. Уважаемые друзья, на этом международный турнир по боксу объявляется закрытым. Спасибо, что вы... Да, вот так закончился международный турнир по боксу «Ариана Бокс». Нас сейчас ждет интервью с победителем. Батразы Лайв будет интервьюировать победителя главного боя вечера Таира Келексаева. Так что всем, кому интересно, не переключайтесь. Аристон ТВ. И дождитесь интервью с победителем главного боя вечера Таиром Келексаевым. С вами был Георгий Цгоев, вице-президент Федерации бокса Северной Осетии Алании. Будьте счастливы, всего вам доброго, наилучшего и вообще всего самого хорошего. Занимайтесь спортом, учитесь, развивайтесь, и все у вас в жизни получится. Удачи и успехов вам! Господи. Сюда, внимание. Внимание. Еще.
Таир, поздравляем. Ну, тяжелый бой, видно сразу, но на самом деле удалось завершить его досрочно. Ты ожидал такого исхода, досрочной победы? Ну, я настраивался на все 6 раундов, как всегда, поэтому я никогда не настраиваюсь на досрочную победу. Ну да, Бог дал, значит, я досрочно окончил победу. Все. Пилипенко довольно опытный спортсмен, очень опытный спортсмен. А как было тяжело с ним боксировать? Ну, я не скажу, он очень опытный боксер. С ним было тяжело. Вот из всех боев, что я боксировал, вот с Пилипенко у меня был самый тяжелый бой. Так как он очень опытный боксер, у него там свыше 40 боев, и было как бы тяжело, но с Божьей помощью справились. Мы обсуждали еще до эфира, скажу по секрету, что получится ли у тебя выступить при родной публике, при таком аншлаге хорошо, либо нет, потому что на кого-то давит публика своя, это ответственность как-никак, а на кого-то действует, наоборот, как мотиватор. Вот для тебя как было тяжело выступать у себя дома? Ну, я всегда очень стараюсь, чтобы не подвести свой народ, свою публику. И поэтому выхожу с ответственностью и делаю свою работу до конца. А что я скажу насчет во время боя? Во время боя я слышу только свой угол и своих тренеров. И все, и больше ничего. И это работает. Таир, мы тебя поздравляем с победой и удачи в следующих боях. Спасибо тебе. Удачи. One